Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы в гостях у скульптора Мавлюта Рамазановича Халилова в его мастерской. Когда-то в Республиканской художественной школе-интернат в 80-х годах наше поколение преподавал по уроке скульптуре. И по композиции еще, да? Да. Мы вот самые выпускники этой школы-интерната 1989 года. И хотели бы для других выпускников оставить память в виде видеосъемки этой репортажа. Мавлют Рамазанович, как ваша биография сложилась вот с тех 80-х, когда вы преподавали в художественной школе-интернате? И вообще, могли бы рассказать коротко о вашей биографии, как вы пришли к такому, какой деятельности, скульптуре в виде изобразительного искусства? Да, здравствуйте, телезрители. По судьбе, конечно, меня вела судьба по искусству долго и упорно, пока я не поступил в художественно-графический факультет Башкирского государственного педагогического института. Там 2 курса я проучился как по рисунку, живописи, композиции. И приходом Калинушка Николая Александровича как-то мы увлеклись скульптурой. Вот с тех пор я занимаюсь скульптурой. Как бы этот вид искусства меня зацепило. И после окончания я работал в художественной школе-интернат номер 4, ныне художественной гимназии имени Давлеткалиева. Вот. И под моим руководством многие ученики выпустились, в дальнейшем поступая в институт. Сейчас занимаются некоторые скульптурой, некоторые другими деятельностями. Но то, что мы делали в художественной школе-интернат, это, наверное, у них на века. Даже я помню, мы как бы группой учеников посещали авиационный институт литейный, там это факультет открывали под руководством Ганеева. И целый год я их водил, и там они учились, как отливать металл, скульптурные работы. Они до сих пор хранятся в этом авиационном институте, и как бы они являются образцами для студентов, которые учатся в этом факультете. Это как раз наше поколение. Да, это ваше поколение, как раз Айрат Кириев, как раз вот его вот, я до сих пор помню работу лесоруба. Там вообще студенты, преподаватели были в восхищении. Вот такие ученики у вас, там как могут такие вещи. Вообще там, конечно, у нас проучились очень талантливые ученики. Жаль, что не все стали скульпторами, художниками, но все равно приятно, что они коснулись искусства. Насколько роль играет своя, скажем, мастерская для художников? Огромная, потому что для художника, особенно для скульптора, это уединение, это помещение, где глина должна быть, где камни, дерево, все материалы, инструменты. И это должно быть. Но у меня мастерских много было. Я вот когда на Кулыкине жил, у меня около дома недалеко, я даже 12 час мог прийти пешочком. Там это колясочные раньше было, такие дома были. Потом на Карла Маркса, там, в полуподвале, там я несколько лет обитал. После этого на Российской. Но то, что вот в одной мастерской, когда создаешь ауру, потом других новых мастерских, эта аура ловить очень трудно. Приходится очень долго ждать, работать. То есть создается, то есть в каждой мастерской создаешь ауру, и это с собой забирать в другую мастерскую просто невозможно. Вот в этом отношении плохо, конечно. Но у нас вот так получается, что сразу мастерской не дают. Пока ты союз не станешь, пока очередь там все прочее, пока старики не помрут. У нас так
Многие. Вот я жду, когда умрут эти старики, освобождаются, потом рано. До этого в этой мастерской работал Зульфатагай Басыров. На башкирской теме он много скульпторов делал памятников. Когда он не стал, и предложили эту мастерскую мне. Это было в 2 году. На 2 дали Камала Фаридной наполовину. Потом, когда ее не стало, эта мастерскую полностью отдали мне как бы. Ну что, фигура турная, это хлебопекарная? Ну, это фигура, это, я не знаю, в каком году, где-то, наверное, 90-е годы я начал делать. Это у меня такая вот идея была, что вот древние башкиры всегда вот перед боем, перед каким-то мероприятием, перед собиранием народа кидали клич. Это называется по-башкирскому орам. Вот на эту тему, в общем-то, я пытался делать композицию. Вот эта работа как бы в древнебашкирском стиле, древнейший. А это уже более реалистическое, более современное истолкование. Вот. Даже вот эта работа, вот когда я делал надгробие этому Хусейну Ахметову, композитору, его еще сын был жив, Мурат, он в мастерскую пришел и сразу заметил вот эту работу. Он сказал отцу надгробие, вот именно основываясь на это мальчика, надо делать надгробие. Я так и сделал. Вот это вот сейчас это южном мусульманском кладбище, из гранита высеченные, вот такая работа стоит. С одной стороны клич, уран, мальчик, и с другой стороны портрет самого Хусейна Ахметова. Вот примерно так по этой работе. Это работа? Это у меня как бы работа сувенирная, и здесь вот рука, на руке сидящая девочка. Как бы вот это из телевидения Тамыр мне заказывали это сувенир, и оттуда у меня остались несколько штук. И смысл какой? Рука матери, тепло отдающее и воспитывающее, и ребенок. Вот примерно так. Чисто такая символическая такая работа. Хотя ребенок в таком виде, в таком размере не может быть, но все-таки в искусстве может такая интерпретация. Это из гипса и... Это оба из гипса, покрашенные. Это в один цвет, это уже сам по себе цвет гипса. Да, это у меня работа появилась в 90-е годы, когда Союз разваливался и начали по-новому жить. И я как бы сравнил его, вот это состояние нашего государства, как бы квадратным колесом. Изначально колесо было квадратным, это так говорят. А потом люди, живя, это ума набираясь, вот углы резали, и получилось круглое колесо. И у нас тоже так же получилось. Союз строили, потом все развалили, и все заново с квадратного колеса начали. Вот типа того. А в центре человек, народ, он всегда уже привыкший к всяким экспериментам. И вот получается это как бы колесо, как колесо и времени, колесо истории, колесо как бы станок испытания людьми. И вот такая работа у меня в 90-е годы появилась. И как бы я быстренько его вот слепил. И вот с тех пор стоит как бы. Спасибо. Но эта работа, самая первая работа после окончания института, и я его начал где-то, долго лепил, и получилось у меня вот такой посвященный Пушкину. Ну, Пушкина все любят, тем не менее я тоже, и решил вот начать свою работу, творческую работу именно вот с этого портрета Пушкина. Сначала я его слепил из пластилина, потом в домашних условиях как-то я умудрился его отлить олово. То есть это металл оловянный, вот так вот.
Но эта работа, посвященная Шейху Забарычу, нашему великому народному поэту. Когда в 95 году юбилей был, к этому все башкиры готовились, и как бы я получил заказ для установки его портретного бюста в деревне Асанова, где он родился. Ну вот помимо этого, когда я получил этот заказ, я делал несколько вариантов от Союза писателей. И вот это один из вариантов. Но другой вариант у меня как бы там как на памятник как раз был утвержден. И я его из медной пластинки выколоткой я его поставил там. Сейчас деревня Асанова, наверное, стоит. Это один из вариантов, как бы эскизный вариант, это как бы получается как бы настольный. Вот раньше вот такие вот портреты Ленина, Сталина, всякие делали. Вот можно его даже тиражировать бронзой, и она неплохо будет смотреться. Но эта работа посвящается кумысу. Кумыс — это такой серебряный напиток. И как бы это на современном языке я пытался его изобразить. Здесь вот эта посуда, где сбалтывает вот кобылье молоко. И здесь вот фигуры. Ну, здесь это проект. Вот его можно в большом размере из дерева даже, и как бы уже обогатить и более глубже найти образ. И тогда, может быть, получится нормальная работа. Даже из мрамора, если можно. Это более современном языке я пытался вот это все варьировать. Эта фигура у меня средней дочери Света. Вот когда ей было 2-3 года, она такая шустрая была и такая живая. Как бы вот один присест я вот без натуры, без ничего взял да слепил. И как-то она получилась, в общем, это вот так вот. Но сейчас она такая взрослая женщина, ну тогда ей было 2-3 года, мне так понравилось ее живые такие вот живые поведения. Ну я не удержался и вот решил его изобразить в таком. Сначала пластилин, потом я его перевел в гипс. Тоже можно его увеличить в любом материале. Дерево можно и это, из камня вырубить. Но эта работа у меня тоже давнешняя, как проект, пока вот это надо бы его в размере камня или дерева, наверное, скорее всего, камня это лучше было бы из гранита полированной. Но это посвящает 3 поколения, 3 женщины, как у Ахмад Лутфуллина, но это как бы у меня в скульптурном варианте. И пока вот у меня стоит как маленький проект. 3 женщины, молодая, средний возраст и уже старая уже женщина, которая одной ногой уже на тот свет. Ну, как бы философская тема. Конечно, если в размере я его буду переводить, может быть, кое-что изменю, кое-что добавлю. Но пока как проект она может быть вот так существовать. Это работы, как бы заказанные производственные работы в Чаллах, по бюсты, портреты героев. Один герой, вот, я фамилию уже забыл, а второй вот как бы кавалер 3 орденов, по-моему, славы, да, славы. И вот это как бы у меня сохранились гипсовые модели, а на самом деле мы его и хотели из алюминия и поставили в Чаллах где-то там. Это попытка перевести вот этот сувенирных бабаев в размер, и работа еще не закончена, только начата, здесь еще много работы. Ну, здесь хотелось бы в образе кураиста показать не просто кураиста, а именно такого опытного, старого, такого аксакала, который не только кура играет, но и еще при этом он как бы и как мыслитель, как философ, как бы представитель таких мудрых башкирских старцев, аксакалов.
Но эта работа у меня в гипсе, как бы я хотел в образах коней, жеребенка показать, как бы приемность поколения. Вот жеребенок, как бы прислушиваясь к своей матери, идущей вперед, смотрящей вперед, и мать, которая повернула голову, и таким назидание жеребенку все объясняет, типа того. Ну, как бы это параллель людскими образами, вот эта композиция может быть. Но эта работа после института один из работ, и как бы я его сначала из пластилина вылепил и перевел, даже на худграфе, по-моему, переводили эту работу из алюминия. Ну, это вот женщина, название называется как бы «Ожидание». Вот ожидание, что она ожидает. Ну, так, фигура, она более пластичная, конструктивная, так вот, в общем-то. И этой работой я впервые начал участвовать в республиканской выставке. Ну, вот это все работы у меня на большой полке, на высоте, и как бы я вот многие работы я туда оставляю, и иногда даже забываю, но и когда надо, я их для выставки как бы предоставляю. Вот здесь работа, ну, всякие, там из пластилина. Вот Загир Исмаилов, композитор, конкурс, я участвовал. Вот. И здесь различные проекты. Потом вот это из пластилина Арслан Барякова посвящено тоже для конкурса слепленные работы. Там сзади Заки Валиди, как бы вариант, один из вариантов. Вот. А это деревянная работа, которая из двухфигурной деревом, это как бы посвящается землю Юрматы. Там же у нас у родов башкирска были своя птица, дерево, и вокруг этого как бы расположена фигура юноши и девушки, работа из дерева. Да, это натурная работа, как бы я его потом материал перевел, но еще не доведенная до конца работа. А вот внизу из коричневая голова, это работа портрет старшей дочери Айгуль. Вот. Это рядом стоит вот фигура Илдара Каримова, Кашкадане. Я его как бы скульптурный парковый портрет установил, до сих пор стоит. Вот. И все. Эта работа как бы эскизный вариант Ахмета Сулейманова, известного историка, ученого Башкирии и вообще во всей России. И пока эскизным вариантом она стоит. Но в будущем перспективе я собираюсь его перевести в большой размер и как бы сделать его такой портрет. Он этого достоин. Это фигура Урал-Батора эпоса. Там вот фигура самого Урала, которая вот перед смертью как бы ему приносит там живую воду. Он берет себе в рот и обратно выплескивает, говоря о том, что пусть я умру, но мой народ пусть процветает этой живой водой. И так он, умирая, превращается в горы Урала. Ну, так гласит Урал-Батор эпос. А как вы смотрите вот связь наивысшим Творцом? Ну, иногда, конечно, настораживает, потому что сейчас много религиозных таких догматов, или, я не знаю, мулла, там, это нельзя, то нельзя, по Корану живых людей нельзя рисовать, лепить тем более, потому что у нас Творец один, а мы как бы не должны.
Да, ну теперь я всю жизнь посвятил этой скульптуре, и этой догмы никак не могу согласиться. Хотя в глубине души, конечно, где-то что-то есть сомнение. Вот, а теперь что мне делать? Все бросать и выйти там вот снег кидать? Вот это уже было бы глупо. Да, поэтому я, наверное, до конца буду, ну что же поделаешь, грешной ты грешной, безгрешных людей не бывает. Ну, дело не в этом даже, а да. вот люди, там же говорится, что нельзя изображать один к одному живых людей. Да. А в абстракционной форме, пожалуйста, твори хоть сколько. Ну теперь мне абстракцию, ведь это тоже, по-моему, ну ведь... Ваши работы же многие вот там... ну да, это философские, как бы, это перефразирование это, людей там, жизни, да, может быть так, да. Но это философский вопрос, конечно, на такой философский вопрос сразу отвечать очень трудно. Не только я, даже другие могут сразу не ответить. Это борьба с собой, жизнью. Ну, а так я, в общем-то, я считаю, что я все-таки верю в Бога, да. Это надо, потому что Бог, Он един, Он всегда будет помогать, если ты захочешь. И с Ним соревноваться я не собираюсь. Это я просто излагаю свои мысли по поводу жизни. И вот еще такой уже к концу, скажем, философский вопрос. В чем смысл жизни вы видите вообще, ну, как обычный человек, как человек искусства? В чем заключается смысл жизни? Ну, смысл жизни, наверное, это прежде всего уметь найти свою любимую работу, свою нишу, где ты постоянно будешь работать, что-то. То есть это как бы появляется это связь с внешним миром через свою работу. Скажем, я так думаю. Журналисты словами, статьями, писатели своими романами как бы общаются и как бы самоутверждаются, как бы заявляют о себе. Что они думают? По-моему, все такие вот. И скульптора-художники, они тоже через свою работу ведут как бы диалог внешним миром. Вот. Это, наверное, вот, должно быть. То есть, мне кажется, любому человеку нужно сначала найти свою любимую работу. Но это сложно, это не всем удается. А потом этой любимой работой жить и работать. Потом другой смысл. Смысл, наверное, вот это дети, чтобы они на ноги стали, чтобы они людьми стали, чтобы они тоже, как вот примерно чтобы нашли свою любимую работу и как бы самоутверждались. Смысл вот работа и дети. Мы находимся в Архангельском районе, деревне Терекле. В этой деревне Фатих Ага Ихсанов родился и провел свое детство. Вот этот заказ у меня самый первый заказ по мрамору, это было в 95 году. Сын его подошел, Фархат,
который он у меня учился в художественном интернате номер 4. И тогда процесс пошел. Это сначала многочисленные варианты были эскизов. После того, когда утвердили родственники Фатиха Гайдан, и тогда пошло дело. Заказчик купил вот это мрамор, и я начал рубить. Это у меня самая первая работа по мрамору. У меня тогда не было ни болгарок, ни инструментов электрических. У меня была одна зубила. Этой зубилой я эту работу начал и как бы закончил, до ума довел. И как бы, не знаю, в 95 году время было трудное, однако родственники решили увековечить его имя, потому что Ихсанов, он был самым выдающимся артистом. Он и работая в филармонии делал любые мероприятия, чтобы увековечить это театр филармонии. И как бы поэтому его предназначение, видимо, театр, то, что он задумал, и довел до ума, хотя он жил всего лишь 57 лет. Этому человеку просто надо было поставить такой хотя бы надгробный памятник из мрамора. Ну, я как первая работа, у меня есть, конечно, недочеты, но все-таки образ я схватил. И об этом говорят и родственники, и сын тоже. И вот на этом у нас работа была установлена. И теперь мы стоим около этого памятника и как бы любуемся его образом. Да, мы находимся в село Подлесном, где жила родная сестра Сергея Тимофеевича Аксакова. Это было где-то в 91 году, когда мне давали эту памятник. Это 250-летию Сергея Тимофеевича Аксакова раздавали нескольким скульпторам, уфимским скульпторам, и вот такие памятники. Ну, не у всех одинаковый памятник был, но я вот решил по-своему, как авторский вот этот проект, сделал вот в таком виде. Потому что Сергей Тимофеевич Аксаков, он любил охотиться, и имея в виду это, наверху я как бы изобразил косулю как бы в таком ореоле. Ну, это всем понравилось. И эта работа из материала гранит и настоящая бронза. Я до сих пор помню, как мы этими ребятами отливали эти скульптурные памятники. И это было УМПО в 91 году. И как бы оттуда все вот работы выходили. И потом были установлены у кого как. Там участвовали скульптор Устинов, Калинушка, это преподаватель Лобанов и Фердан Нурахметов. Вот это мы все. Еще Солдатов Юрий Федорович. И мне кажется, благополучно все их проекты стоят на местах. И вот сюда мы решили приехать, посмотреть и фотографировать мой авторский проект. Это у меня был первый официальный заказ. Тогда я еще был молодым, как-то неопытным, но при этом все-таки эту задачу я справил. Спасибо. Я Александров Владимир Емельянович.
в 90-е годы работал председателем колхоза «Дружба» Сертаматского района. Когда стоял вопрос о праздновании юбилея Аксакова, было решение поставить обелиск на трассе Уфа-Оренбург. Но в то время трасса Уфа-Оренбург расширялась, и мы решили поставить его вот в центре деревни села Подлесное, около начальной подлеснической школы, с тем, чтобы дети могли ухаживать за этим обелиском, смотреть. Но, к сожалению, школа ликвидировалась, и получилось так, что в этом месте я построил себе дом, и вот сейчас мы с семьей ухаживаем за этим обелиском. Обкашиваем летом, зимой очищаем от снега, смотрим, потому что это обелиск сделан из чистого гранита, косуль из бронзы. Это, сами знаете, цветной металл, поэтому мы по мере сил своих за этим ухаживаем. Как получается, видно. Я давно думал, что об этом обелиске все-таки вспомнят, приедет, посмотрит. И сегодня я очень рад, что вот этот автор сегодня этого обелиска, он сегодня здесь. Я ему желаю и дальнейших творческих успехов, и всего самых наилучших пожеланий. Предыстория этой работы такова, что вот традиция российская, это же давно, в советское время, еще делали симпозиумы по камню среди скульпторов из других регионов, из Уфы. Вот в данном случае эта работа появилась тогда, когда собрали уфимских скульпторов ко дню 250 лет Салавата Юлаева. И вот мы уже целый месяц поработали, и наши работы на территории музея, и одну работу мою сюда, около Дом культуры, другую Хасанова Рустама другой стороны, и решили приукрасить эту территорию. Эта работа высечена из мрамора, и здесь я хотел характеризовать образ башкира, который... клещ у нас вот такая вот у башкир, когда какое-то мероприятие, крупные там какие-то вот, и наши аксакалы бросали клещ народу. Вот этот момент я хотел отобразить. И здесь, кроме этого, аллегория Беркута, орла. И со стороны других позиций, если посмотреть на эту работу, здесь много-много иллюстративных, может быть, даже образы дерева. Ну, в общем, эта работа называется «Земля Юрматы». То есть то, что роду Юрматы относится, это птица Беркут и сам аксакал, потом дерево, очень такими листьями. С другой стороны, если посмотреть, тоже листья деревьев. Они как бы завершают полностью вот эту композицию со всех сторон. А если посмотреть сзади, со стороны спины, что ли, можем сказать, здесь уже тамга. Тамга – это символ рода. Это у нас у юрматынцев тамга называется крючок. Вот, если посмотреть, вот посмотрите, вот это символ нашей юрматы.
И на этом эта композиция завершается, как бы. В целом, эта композиция я вместил внутри параллелепипеда типа куба, и оттуда лишнее я не брал. Взял только то, что необходимо для отображения образа дерева, старика Аксакала и орла. Вот на этом эта композиция заканчивается. Это было 94 года, когда поднимали имя известного народного поэта Шахста Бабич. И тогда я получил задание сделать бюст монументального толка от Дениса Булякова. Тогда он был председателем Союза писателей. Ну вот, я сделал там 5 вариантов, из этих он выбрал только бюст. Фигурально почему-то он сразу сказал, что это первый памятник, должен быть именно узнаваемый и как бы в виде бюста. Ну вот работа пошла, в 1994 году я его закончил, и мы его перевели в медную выколотку, это медь. Вот, конечно, очень жалко, в некоторых местах, даже везде, по-моему, когда делаешь из бронзы даже, берут, чтобы обновлять этот памятник, перекрашивают на бронзовую краску, и получается как дешевенький вариант. Вот в данном случае вот это как раз вот Бабича относится. И вот работу я сделал. Здесь Раи Сулейманов, выколотчик, один из таких высоких мастеров. Из этого гипсовой модели он выколотил из медной пластинки эту голову. Ну так вот открытие было. К сожалению, организатор этого памятника Денис Буляков оказался в больнице, и он даже на открытие не мог прийти. И он, по-моему, оттуда уже не вышел в то время. И в 1995 году, в январе, мы открыли этот памятник около клуба деревни Асаново. Ну, сейчас они, Асановский музей здесь, около музея этот памятник сейчас стоит, и просто его переустановили. Вот предыстория такова, что вот это мой самый первый памятник, и как бы работа велась тяжеловато, комиссия приняла, вроде все, на схожесть проверяли, на мастерство и все прочее, и эта работа как бы она прошла и заняла свое место. Есть деревня Асаново, где он родился. Вот. Я очень рад, конечно, что около музея стоит моя работа. И как бы он будет всегда вот
Здесь, видимо, стоят. Материал очень крепкий, медный, выколотка тем более. И ну, это любой памятник, она предназначена для того, чтобы воспитывать будущее поколение вот, устроителей этого музея. И сейчас мне говорили, что постоянно здесь приходят дети из школ и посещают, знакомятся с биографией этого известного народного поэта Шевкета Бабича. После всего этого сказанного я микрофон и слово передаю Милёше Радиковне, который здесь работает в музее. Большое спасибо. И отдельное спасибо, конечно же, за этот бюст. Этот бюст, он как начало нашего музея. Данный музей любят все жители нашего села, нашего района и также приезжие гости. Мы здесь проводим очень много лекций, мероприятий, которые посещают люди абсолютно разного возраста. И очень много людей увидели ваш труд, восхвалились им. В данном музее мы проводим экскурсии. У нас 3 основных зала. Это в первую очередь, конечно же, жизнь и творчество Шейхзады Байвича, жизнь села Осяново и про быт башкир, деревенского населения конца 19 и 20 века. В культуре Башкортостана Шейхзада Байвич остается большой личностью, яркой звездой башкирской литературы.
Мы находимся в городе Дуртюлян. Это памятник был установлен в сквере имени Назара Жми. Эта работа была исполнена мной из мрамора. Мрамор доставали из Хойлуга, Челябинской области. Работа где-то длилась около 2-3 лет, наверное. И работа сначала шла очень тяжело, но все-таки я эту трудность преодолел и его довел до ума. Тогда еще живы были жена его, она приходила, смотрела ко мне в мастерской в Уфе, на схожесть проверка. Потом Рауль Бигбаев приходил, тоже проверял на схожесть. Потом Алсу, дочка его, тоже ходил на схожесть, проверял. И когда я уже в линии все исполнил, там оставалось сейчас его перевести в гипс. Гипс перевел, конечно, я в Уфе в мастерской. Потом мы привезли сюда, в город Дюртюли, и мне приходилось работать прямо, не выходя из города, исполнять эту работу здесь, из мрамора. Мрамор мы доставили Галлямовым. И это самое, мне дали место под мастерской, где дом культуры, с задней стороны. Там еще двери большие, высокие, помещения, хотя узковато было. Ну вот завели эту глыбу, и я начал рубить. Но население, проходящие, были с интересом смотреть на эту глыбу, и всегда такой вопрос задавали: неужели это будет портрет Назара Жми? Да, я сказал, будет, и сам еще сомневаюсь, естественно будет. Раз обещал, это я всегда люблю выполнять, стараюсь выполнять. Но в течение какого-то времени я вроде все сделал, потом пригласили дочку, всей семьи, они смотрели, но почему-то дочери не понравилось. Почему не понравилось? Потому что я работал в упор. Потом я попросил заказчиков место, где можно будет там со стороны посмотреть на эту работу и доводить до ума. Мне выделили место санатория в Венеции, это недалеко от Дуртюля. Ну вот где-то в мае месяце меня этой работой, уже почти законченной работой, завели. Я там где-то около месяца поработал. Работал, все довел до ума. Потом приехали, это уже последнее слово за дочерью было. И она вышла и сразу сказала: да, это менің атайым. Ну, вот с этого момента эта работа уже была сделана и сдана. Ну, дальше уже установка, там уже свои сложности технологические были. Это потом установку мы сделали в этом же году. И как-то всем понравилась эта работа, мне кажется. Мне самому тоже. Хотя есть какие-то, может, какие-то моменты. Мне вот самый главный момент не понравился. Тогда я, когда работу делал, занимался надписью. Прямо Дом культуры. Морозное время. Вот морозное время вышел, я начал высекать вот это надпись: «Ерде яқты эзің болха, кішілік деп кіші бол деп әйте алырлық». Вот этот момент, где-то, по-моему, это я на татарском языке написал. И заказчик, естественно, забраковал. Что делает? Я пневмонией заболел в Дуртюлях где-то 2 недели, потом в Уфе там 2 недели, короче, отлучился. Пока я в больнице лежал, это место взяли, там плиткой вырубили, там на плитке вот это же слово и приклеили. И с целом это для композиции, конечно, очень тяжеловато смотрится и отвлекает внимание от главного портрета. Ну ладно, пока вот стоит, вроде бы народ доволен. Так и стоит. 2000 года, уже 22 года.
Вот это моя работа, наверное, как бы программная работа. И как бы я где-то справился с вырубкой этого мрамора, довел до ума. Основная композиционная идея этого памятника состоит в том, что из глыбы выходит голова, портрет руками Назар Нажми. Ну, как бы, если мы знаем его творчество, я прочел, прежде чем делать все это вот памятник, все стихи прочел, он сам по себе оказался самобытным. Человек, выходящий из земли, из народа, от имени народа. Вот эта красная линия проходит, его творчество. И поэтому я сразу пришел к такой идее. И когда показал заказчикам, всем понравился. И с этого момента уже началась реализация этого проекта в размере. Вот. Сейчас мы находимся в Белорусском районе, село это Кулмас. Но организаторы этого Кулмаса, это предыстория другая, потом расскажут. Они поручили мне делать памятный знак павшим воинам Великой Отечественной войны. Ну, я взялся, вроде бы так делал. А основная идея этой композиции такова, что вот проводы, расставания, потом поколения будущие, вот. И хотел через эти образы изображать защитников нашего Отечества, потом расставание, вот это самая тяжелая ноша несли женщины, естественно, поэтому здесь женский образ должен был. И маленький ребенок, это олицетворяет будущее наших защитников Отечественной. Ну, вроде бы работа где-то, может, даже получился. Материал из бетона, последствием я подтонировал. И при этом около этого памятника есть список погибших с левой и с правой стороны. И здесь роды этого населения. В общем-то, получил здесь такой ансамбль нормальный, хороший и доступный. Ну вот и все, по-моему. Сейчас я передаю микрофон тем организаторам, которые поручили мне эту работу. Маулитбай Агайдың вот 70-летию, что он к нам приехал, и вот его тоже поздравить с этим праздником замечательным, и благодарны ему за этот вот памятник. Мы когда-то мечтали, ну, в кругу семьи, там, я очень хотела, я думаю, столько, маленькая деревня, Гулушка ведь ушли 35 человек, сколько мы нашли, Ренат Агай в основном в архивами занимался, и из них вернулось 15, а остальные погибли. Алардың семьи очень большие были, по 8, по 10 детей в основном в деревнях.
ихние предки остались, внуки, правнуки. И хотелось бы вот такое место, чтобы люди приезжали, могли вот цветы положить, и вспомнить свою родную деревню. До каких-то годов деревня существовала, но потом уже это население уехало. Но несколько человек все-таки остались, и они до конца жизни остались и похоронены здесь. Вот в память о земляках, о участниках войны, сейчас тем более напряженная обстановка на Украине, до сердца доходит, очень жалко ребят. И такие же молодые и красивые, дедушкалар не вернулись с поля боя. Вот мне родного дедушку Ренат Агай нашел, что он в Ростовской области похоронен, хутор русский. Дай бог Антабареп тоже цветы возложить. И что хочу сказать, вот такой идеей заразились и как-то у нас получился актив, быстро начали работать. С Нового года до мая месяца собрали деньги на этот обелиск. Потом, кто не мог приехать, они присылали деньги в основном, а кто мог, и деньги посылали, и сами каждый день. Вот могу передать очень свою благодарность вот Талгату. Он не только друг, но он и брат, и земляк. Каждый день он как на работу приезжал сюда. Самый удачный келіп шықты. Бүтәбізде бірге ұшында памятник төзіп қойдық. Оның үшін bütün относительнышларға зор рахмет. И менің особый неге әйткім келе Шайбаковқа. Ол bütün немені ішлеріне, bütün немені доставать етіп, онығыз памятник тұрмай сағыны. Оңа дур рахмет. Bütün ауыл нехінен. И біздің 70 яшілік ұлы кішіге дур байрамы білен құтлайды. Бүтөбіз. Кім участвовать еткен, кім ней. Дур хізге рахмет. Потому что хіз тоже бір немелі болмайыны. Хіз тоже болмасыны. Давай еще немножко тоже скажу. Спонсорлар, мына Роберт Габитов нақ ярдам етті. Марс, мына менің тоже троюродный брат. Шынан Азамат Хазыров, бізге вот ол танышты. Хазыров ведь? Таныштырды. Азамат Месагутович. Месагутович Хазыров. Ол бізге вот таныштырды скульптор менен. Да, ол скульптуралар. Икенче жерлерде эшлегеннәре мына скульптура. И мен думаю, біздің очень оригинальный, очень прям к сердцу прямо нетілген, хороший памятник получился. Bütün кишилер, вот просто кишилер заезжают юлтан, қарайлар, удивляются, что такой памятник у нас есть. Мы очень рады, что есть место, куда можно прийти, можно вспомнить. Был там на Латайлар, которые на Хугуштан қайтмағаннары. Был біздің ветераны труда, олардың старший баллары. Көп кішілер, труженики тыла. Алар ведь бала сағалар болған, даже 15, 12, 13 яшілік балалар Хугушта участвовать еткенлер, ағас ташып, нетіп, өздерінің помощын тоже вкладывали. Әвилер, онта тоже, bütün өздерінің даже какой-то башқұртса драгоценность тибейтерге, или коморткаларын весь неге отдавали, чтобы Хугушқа ақса болған. Bütün түшлік, камзолларын, самоварларын весь сдавать это перегонер, чтобы за победу и за все. А бедга досталось, вот, чуть-чуть приложили усилием нашим, чтобы это сделать памятник. Но көп рахмет интимна Мавлидбай агайга и тоже Ренат агайга, что вот такие энтузиасты собрались в одной куче. Вот сказали сделаем, значит сделаем. Начало есть, конец будет. Ну, немножко еще недоделки, конечно, остались. Беданы еще будем что-то еще, деревья посадим или что-то. Матурлай в Ренталах. Вот.
Ну, я тоже со своей стороны хочу поблагодарить тем ребятам односельчан этой деревни. Они очень много вложились. При мне они, когда формы собирали, особенно Талгат, Ринат Гариев, они не выходя отсюда работали. Без них я тоже не смог бы собрать и набивать это бетон. Потом, если заглянуть на эту композицию, конечно, я там отчеканить, я просто не то что не успел, просто не хотел. Чтобы это было ближе народу, от земли, чтобы там никаких не было приукрас, там декоративных моментов. Я больше обратил внимание здесь только на образ войны, тем более у меня отец воевал, и проводы были со стороны матери, и двоих детей он вырастил во время войны и еще дальше. И поэтому эта тема мне очень родная, и когда я делал это, я вспоминал про отца и про матери. Может, поэтому где-то вот так, трепетно вышло. И вот еще раз поздравить надо будет Рахмат Эйтерге, Ринат Гариевича. Он организатор, если не он бы, это памятника не было бы. А если таких трудяг, как Талгат, если не было бы, вообще мы на полдороги остановились бы. Так что спасибо всем от души. Всем нам. Ну, Монта, еще хочу передать привет своим землякам. Улар куб, киши был тоже ялан, тула был кишлер. Даже невозможно было со всеми общаться. Кубыгын курмей галып, ушла это посохлап на ходу проходила. Ну, вот праздник закончился, bütün землякларды, туганнарды көтөбүз, килһеннәр, у них есть место, куда прийти, үзләренең мына туган ерләрен онытмаганнар, килеп йөрүһеннәр. Менің әйткем килә, bütün колмас кешеләрне кирип йөрүгез, сәскәләр алып йөрүгез. Памятник безнең шуның өчен куелган. Һәр вакыт искә тотырга. Тегенте ятканнарга, монта зияратта ятканнарга шуның өчен бик әйткем килә колмас кешеләренә. Кырдан юл үтәлә, үтеп китмәгез. Кирип 5 минутка вакыт алыгыз. Зур рәхмәт сезгә.
находимся в Белорецком районе, село, деревни Манышта. Это мы работу сделали где-то в 2020 году. Организатором был Азамат Мисагутович. Он все доставал, габры, камни, все прочие. Но до этого мы сначала с ним вместе, совместно проектировали и обсуждали очень долго, где-то, наверное, полгода. А потом началась работа. Самая основная работа, я думаю, Азамат Мисагутович очень даже отлично справился. Вот то, что здесь вот перед вами видно, все камни, все это он доставал. Благодаря ему получился этот ансамбль, посвященный Великой Отечественной войне. А мое дело маленькое, 2 фигуры, тема прощания, война, жена, дети и все прочее. Вот это я пытался сделать на барельефе. Барельефе фигура солдата и фигура женщины с ребенком. Вот он. Вот. И в целом они очень даже хорошо дополняют этот ансамбль среди вот этих черных, темных камней. А под этими габры, вот надпись же есть, да, под этими тоже натуральные камни. Вот эти камни мы вывозили из села Сарманово. Так что работа была очень большая, но при этом все от населения они помогали целыми днями с утра до вечера и, в общем, не покладая рук. И, как обещал Азамат Мисагутович, 9 мая этот ансамбль был готов. Вот. Я рад за людей этой деревни, сплощенность у них есть, у них доброта души, и они, трудолюбивый народ. И патриотичный. Да, патриотизм это не отнимать у них. Вот поэтому для примера их можно поставить в любом городе, в любом деревне, то есть сплощенность, патриотизм и доброта души – это самое главное качество. Манышта, деревня Манышта, они сплощенные. Вот это я хочу сказать. Вот деревня Манышта отличилась своим патриотизмом, благородством, сплощенностью и трудолюбием. Их можно поставить пример перед другими городами, деревнями и народом. Я слово передаю Рашиде Мисагутовне, учителю этой школы. Ең бірінші обелискті төзір үшін ауыл халқы менен йыйылыш үткәрелде. Біздің Мәулит Бай ағай бірлікте, шулай ук ауылдың старостасы Азамат Хызыров, Азамат Мисагутович һәм башка бик күп нисек дип әйтәбез инде. Ошо эшләргә теләүчеләр, авылдың алдыңгылары эште башлап җибәрделәр. Йыелышта иң беренче проект каралды, кайда төзергә кирәклеге каралды. Шуннан соң эш башланды. Безнең эште алып бару өчен иң беренче Мәулит Бай агай, скульпторыбыз Мәулит Бай агайны ярдәмгә килде. Ул үзенең эше менән безнең авылыбызның ошо обелискаһын матурлана. Уның юкмәткеле эше һәр вакытта безнең хәтеребездә калыр. Иң беренче бу эштә әлегә Мәулит Бай агай әйтеп киткәнсә, авыл халкы, авылыбызның старостасы Азамат Мисагут улы бик нык тырышып эшләнеләр. Әлбәттә, эш кыенга туры килде. Шулай булуга карамастан 9 майга еңебезнең 75 еллыгына бу эш эшләнеп бөтелде. Бuna Мәулит Бай агай эшләгән егет менән яшь катындың, яшь армияга китүче солдаттың күренеше бер яктан Лотфуллиндың хушлашу картинаһына тартым. Ысынлап та ул шул картинаны ла хәтерләтә. Тик сак кына айырмаһы бар. Бuna бала унда эсе балаһын кулына күтәреп тора. Бу осракта
бал эсәһе кулын башын бәләкәй баланың башын һыйпап тора инде. Шуның өчен дә бу әлбиттә бу обелисктың безнең авылыбызда булуы тәрбия яктан патриотик тәрбия ягынан зур әһәмияткә ия. Без ел һайын 9 май байрамын ошо обелиск эргәһендә үткәрәбез. Балалар үзләренең ата-олаталарының яуза ятып калган ата-олаталарының исемлекләрен еңеү менән кайткан, яу яланында ятып калган, репрессия корбандарын, шул вакытта тылда эшләгән үзләренең атай-олатайларының, өләсәйләренең исемдәрен, улар турасында һәр вакытта ла белергә тиештәр. Безнең һәр армияга киткән егетләребез дә ошо урындан армияга без үзебезнең авыл егетләрен ошо урындан озатабыз. Һәм балалар һәр вакытта ла ошында киләләр. 9 май байрамы һайын без сәскәләр һалабыз һәм улар һәр вакытта ла үзләренең улатайларын, атайларын исләйләр. Бер елганы бигрәк агым икән, сыгып кына булмайган ашага. Ашагына сыккан йитер дәйлем, ак мәсеткә дигән алага. Аршын гына ак укалар, Перовский җиңенең устары. Дарья укайларын үтәл алмай, беленеп тора әрме күстәре. Һәр елгаһы ага ай таулардан, һуын ала икән дә кардардан. Күп иркәйләр шунда ятып калды. Кайталмайса канлы яулардан. По воле судьбы мы оказались в Кармаскальском районе, село Ибрагима, где родился видный просветитель башкирский, переводчик, поэт Медбаев Мухаммед Салим. Эту работу, конечно, я делал в течение года по заказу литературного музея. Тогда еще возглавляла Гульдар Сабитовна. Это было приурочено 170-летию этого видного деятеля и где-то в 2011 году. Ну, бюст это приняли народ с удовольствием. И вот в будущем литературный музей
по финансовым возможностям хотят его перевести в чугун. А в данном случае это композиционный материал, как бы полиэфир. Сейчас все скульптора такие материалы делают. И, в общем-то, эту работу в течение года я делал по фотографии. Фотографии я в интернете нашел. И как бы, передал в суд местного народа. Народ здесь очень хороший, везде чувствуется цивилизация, магазины, мечеть и добродушный народ. И башкирскому народу это очень свойственно характере, потому что любой башкирской деревне, даже здесь вот, как бы везде пытаются угощать, приглашать в свой дом и показать свой удвор. И скоро мы в музее внутрь, наверное, тоже будем. И Арят Киреев, наверное, снимет кое-какие экспонаты. Вот у литературного музея еще есть такое намерение, это бюст как бы переводит в чугун. Но дай Бог, чтобы это случилось однажды. Эта деревня мне очень нравится тем, что она везде красота. Рядом здесь расположена мечеть, рядом магазины. В общем-то, очень в таком современном уровне эта деревня мне как бы понравилась. И здесь живут люди такие очень хорошие, добрые, щедрые. Каждый раз сюда приезжаешь и готовы всех нас угощать. И здесь еще живет скульптор, как бы самодеятельного толка может быть, но он делает такие вещи. Вот сейчас мы только видели, он был на установке воином, павшим в Великой Отечественной войне. Вот скоро мы у него увидим на его работу, двухфигурную композицию. Как его зовут? Рамиль. Фамилию не помню. Я заведующая музеем Мухаммедсалима Умедбаева. Работаю последние 3 года. Я хочу рассказать вам о Мухаммедсалиме Умедбаеве. Мухаммедсалим Умедбаев – это гордость нашей деревни. Он ученый, разносторонний человек, ученый, переводчик, первый переводчик произведений Пушкина, первый историк среди башкир, первый этнограф среди башкир. Мы стоим около бюста Мухаммедсалима Умедбаеву. Этот бюст, каждый посетитель, который приходит в наш музей, фотографируется рядом с этим бюстом. Людям нравится этот бюст, особенно детям. Организуются школьные экскурсии? Да, к нам приходят дети, школьные экскурсии проходят. Дети с удовольствием слушают о Мухаммедсалиме Умедбаеве, его детские годы, его творчество. Мы рассказываем о его творчестве, о его деятельности, о защите башкирских земель от расхищений. Произведение Мухаммедсалима Умедбаева Мухаммедсалим Умедбаев составил шежаре юмрантабынского рода. И люди приходят узнавать свою родословную, исследуют шежаре Мухаммедсалима Умедбаева и потом продолжают свою родословную. Мы гордимся им. Он считается, он еще в начале 20 века, он считался, его считали башкирским поэтом, то есть это он, если так посмотреть, раньше были сясаны, а он был первый башкирский поэт.
сказали, вот когда появилась книга Ядкар, его одна единственная, его книга Ядкар, когда напечатали книгу Ядкар, появилась статья, автора не знаю, забыла, написали, у башкир появился свой поэт. Да, мы находимся в Гафуринском районе, деревне Саид-Баба, где родился Жалиль Каикбаев. Это наш просветитель, выдающийся, который разрабатывал башкирский язык, собирая вот это материал именно у других народов, в основном алтайских. Вот и по инициативе Ахмед Хабибуллина, племянника,
Жалили Каикбаева. Это бюст был установлен в прошлом году. Или позапрошлом году. И это деньги, средства Ахмед Хабибуллин собирал у народа. То есть у кого сколько можно было, собрал. И на это финанс мы построили, установили этот бюст. Но эту работу я делал в перерыве где-то в течение 3 лет. И специальная комиссия, родственники приняли. И когда я получил одобрение в глине, я его перевел в композит. Хотя уже где-то подлежит реставрации, но это мы потом посмотрим. И краска уже не та, видимо, такую работу, в таком материале надо всегда обновлять. И ежегодно надо перекрашивать и отреставрировать. Ну вот, и вот так вроде бы получилось. Народ одобрением принял этот бюст, и сейчас он стал, видимо, на свое место. Но это бюст, работа, бюст Жалили Каикбаева стоит на месте. Почему? Потому что эта школа была названа именем Жалили Каикбаева. И народ на открытие очень много пришел, даже известный писатель Амир Аминев. Все с восхищением и с удовольствием открыли этот памятник, и с тех пор это стоит. Это было открытие в 2020 году. Вот с тех пор стоит, видимо, все-таки отреставрировать необходимо этот бюст. Мен Рахима Мензиле Абубакир кызы буламын. Сәдбе авылында яшәйм. Гомерем буена бухгалтер булып эшләнем. Ошо мәктәптә 1-нче класстан 10-нчы класска тиклем укып бетердек. Жәл агай Гыйният улының исемен безнең мәктәпкә бирделәр. Был бик дөрес. Ул безнең ардаклы шәхесебез. Ул безнең башкорт теленә нигез салган, ипле, итәгатьле агайны ул. Уны без һәр вакытта истәләбез. Ул Караңгыга авылында туып үскән. Караңгы авылында уны бер вакытта онытмайлар. Минең әсәем дә Караңгы авылыныкы, ул да уны һәр вакыт Гыйният агай бик әйбәт кеше иде. Уның хезмәтен һөйләп бетерерлек түгел. Безнең алдагы буындагы балалар, яшьтәр барысы да онытмаһындар инде ошо Гыйният агайды. Без барыбыз да горурланабыз. Безнең авылыбыздан Сәйдбе авылынан шундай зур шәхесләр сыкканда без горурланабыз. Ул безнең даныбыз. Шулай итеп бар авылдашлар онытмаһыннар. Бар җирдә онытмаһыннар безнең башкорт телен күтәргән, төрек теленә нигә күтәргән агайыбыз бит ул. Исән булыгыз, һау булыгыз барыгыз да. Алмағып, мен өзім Қарандылға ауылынан Вали Шериф болам. Жәл Каикбаевтың ауылдашы. Біз ауылда өскен кішілер жәлі қайтып үйреттігінде. Мен бала кешенің бетінде ол қайтып берген уақыттарда ел хайын өзінің машинаға менен егінлері балаларын отыртып ауылға қайтайыны. Ауылды хағын қантырында ең бірінші біздің ауыл арасынан ағып жатқан Қарандылға хауына түсіп, еуініп, есеп, шулайтып кетейіні. Сонан менің есте қалған оның сондай яқшы ғадеттерінің бірі ауыл арасында ауыл машина білен жүрмені. Ауылға келгес, ауыл арасын атлап өтіп шығайыны. Кемнердің қаршығына барып, ете тәдіріхіне қысқыра. Апай, ағай, хаумағыз, өйге кіріп тұрмайын ол. Қайсы біріхіне бәлкі кергендір бә. Мұна шулай етіп, ол ауылдашларын яқын көріп, өзіне әліктіріп, жүрген кешейіні. Мұна менің әсәй
Аның пасты нәйенте бір яштелеріне бірге өткенлер, шуны исләйменте, келелі, әлік вақытта тәдір алтын тәллән сөділіш неме yok бітенте қысқара, хайырныса хаума тәй, шынан шулайтып, өдінің сәлемін беріп өтәйіні. Шунан ұлақтарда әлләней ауылға қайтқасынты ол бұл жайылыштар жоқ ені. Шулайтып танышып, ифке түшіріп, қайтқантар енті. Шунан мен пединуста оқып кеттім. Қайтқан уақыттарында хәлем төхірәші балайны, оқу халләрін есек. Ишіткен тәрінті мұна бұл дегетті оқып берейтіп. 68 yılda Mart ayında onun ölüm haberinde işitirge doğru geldiğinde. Bu bizim için büyük zor yuvaltı oldu. Bizim ağıl için gene tuğuluntu ol. Bütün Başkırtıstan Yamgıyat için Tibet'ir gereğinde. Әлігі ол өлгес біз аны елта ифкал абыз олғана тұғыл енді өзі біздің ауыл кемелінде, район кемелінде, Башқұртстан кемелінде оны ифкал ойыштырыла. Туғандары мына әлі мен хейкел янында басып тұрам. Оның хеңнехінің олы Habibullah Ahmet mana şuna o'tgan yil tuzib turib qo'ydi. Balta ko'rsatayinti ona nendey qarash bo'lganligan. Mana shularni boshdan men aytmadim, Jalil Kekbayev, Jaylag'ay. Menga ol avuldoshgina tugul nasilda bir tarmoqdan İsen bulhaq kilesekte bizani yoqti istelik bilan iskalar biz. No mengene tuğulunda barliq Boshqirdiston xalqi nol baylanishda bo'lgan bitinde sitil g'olimlari bilan da uni unutmoqlar. Ol menga yashatib aytdim bilan. Rahmat. Мен Валиева Альмира Минияровна, ошо мектепте 34 yıl boyuna rus tili hem edebiyat okuttım. Bana ошо памятник, ошо haykel işlenildi. Jalil Kekbayev merhum bulğas, көп yıllar ötті. Менің класста оқыған, менен тәрбие алған Ахмет Асқатұлы Кекбаев бек көп көсін қалды. Ошы хайкелді қояр үшін. Скульпторлар білен танышып, ақса ейіп, бек көп тырышлық қалды. И hem бұл ғана памятник болмады енді ол, тәуде памятник болды Қораныл қала, но оның етішсізіклері болды, шуңа көре ол ішлетірге болды мына ошо яңа памятникті, яңа хайкелді, hem ошында мектеп янына қоярға күйлештілер. Негесін дегенде, мында ол урынлырақ деп мен өзім ойлаймын. Негесін дегенде мектеп біздің Jalil Kekbayev исеме йөрөтә. Һәм балаларға аның әһәмияте күбрәктер дип уйлайым. Алар көндә мына шу Jalil Kekbaевтың хайкелен күреп, илһамланып, дәртләнеп, дәрескә керәләр. Һәм мөгаен дип уйлайым инде бұл хайкел ниндидер этәргес булып тора. Уларга ошо белем үрләрен ягулаганда һәм именно белем ягыннан гына түгел,
тормыш юлын хайлау, тормыштан нисек булу, Жәлік Ейбаевтың образы оларға бір өзіне көре асық бір образ болып тұра. Образ деп, неме деп бұна енді. Пример. Мисал болып тұра. Хәм бұл памятниктік мында тұруы дұрыстыр деп ойлайым. Ол қараулы, ең бірінші hürmet iteler ona seskələr oturtub, tərbiyələb, qaravlı olmanda. Onda ikinci yerdə ikinci sirəkdir deyə biləyim. Urlab iske aldıq, ona bağışlab kisələr ütkərdik. Tematik вечерлар, tematik kisələr, şundan onun əsərləri boyunca konferensiyalar, bik көп inşalar yazdılar. Жәлік Ейбаев өзі болмағала, оның ижады, оның тұрмыш жолы, оның әсерлері хаман халыққа қызмет ете. Рәхмет мұға. Хайырлы күн, хөрмәтле байрамыбызга йыелган кунактар, укытучылар. Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на знаменательном событии жизни нашего колледжа, города Ишимбай и Ишимбайского района. Открытие бюста выдающемуся российскому геологу, основоположнику нефтегазовой промышленности Ивану Михайловичу Губкину. Митинг, посвященный открытию бюста Ивана Михайловича Губкина, объявляется открытым.
этом году исполнилось ровно 90 лет с начала нефтедобычи в Башкортостане. Нефть является символом и гордостью Башкортостана, основой его экономики. Научные прогнозы Ивана Михайловича о наличии крупных запасов нефти в Урало-Поволжье получили основательное практическое подтверждение. Открытие ишимбайской нефти явилось закономерным результатом целенаправленной деятельности, громадных усилий советских ученых-геологов, инженеров и рабочих. Слово предоставляется директору Ишимбайского нефтяного колледжа Баймурзину Хамиду Хаирваровичу. Дорогие наши коллеги, приглашенные наши гости, Азамат Альбертович, Валерий Николаевич и остальные депутаты нашего районного совета и просто простые наши жители. В этот день то, что положено насчет Губкина Ивана Михайловича, все было сказано. Мне осталось поблагодарить за то, что участие, которое приняла администрация нашего района в лице Азата Альбертовича и нашего уважаемого гостя, желанного гостя Валерия Николаевича. Вам огромное спасибо. И я хочу поблагодарить нашего скульптора. Вот он среди нас. Шаг вперед. Мавлитбай Рамазанович. Вот он сделал качественно. Вам нужно оценить, посмотрите. И вам, Мавлитбай Рамазановна, Лор Рахмет, Сангунгальдан. И всем воинам, вот, которые с орденами, вам тоже выражаю огромную благодарность за то, что вы пришли к нам. Сейчас нелегкий час для нашей России. Такие события идут. Вы сами прекрасно понимаете. Уже Запад, Америка на наши святые святынь начали покушение на наш мост. Это символ нашей России. Это уже предел допустимого. Конечно, реакция есть. Вы, наверное, уже с утра слышите, что во всей Украине творится. Они сдачи в полном объеме. Ага, все по заслугам получают. Так она должна быть. Как один наш депутат сказал, как Ленин выразился, говорит, да, ага, война частичная не бывает. Она или полная, или вообще не надо начинать никакую войну. Поэтому вы, наши коллеги и приглашенные гости, вы, наверное, все согласны с этим выражением, что война должна быть как война, полностью. Раз такое они совершают, то газопровод по дну Балтийского моря взорвали. Ну, это же верх цинизма. Поэтому, уважаемые коллеги, прошу вас быть на стороне нашего президента и поддерживать всячески. Спасибо вам за то, что вы пришли, и спасибо вам всем участникам. Право открыть бюст предоставляется главе администрации Ишимбайского района Ишимгулову Азату Альбертовичу и директору Ишимбайского нефтяного колледжа Баймурзину Хамиту Харваровичу. Уважаемые гости, дорогие друзья, просим возложить цветы к бюсту Ивана Михайловича Губкина. Своей жизни поражает масштабом, глубиной, новизной и конечными результатами. Это поистине героический путь. Память о замечательном ученом Иване Михайловиче Губкине бережно хранят жители Ишимбайского района. В городе построен мемориальный комплекс первооткрывателем башкирской нефти скважина номер 702 «Вышка Бабушка». Именем Ивана Михайловича Губкина в городе названа улица.
желаем крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополучия. Мы уверены в том, что благодаря таким памятникам удастся сохранить и передать будущим поколениям частицу истории. Самое великое, что есть у народа – память. Hürmetli qonaqlar, dostlar, ilimizde her saq ayaz күк еді, тыныс тұрмыш болсын. Bir niндей душман да басқынсыла илимиздин сиген атлап өтмәһен. Митинг, посвященный открытию бюста Ивана Михайловича Губкина, объявляется закрытым. Спасибо всем и всего доброго. Келесі осырашқанға тиклем хушлашабыз. Хау сәлемет болыңыз. Yemli yeyler hayın, o koyunup yegen boyunda.
ilder kurhem Aki yandar gibhem Barber işimbay uyumda Helekli ullarga İngsiber kızlarga Doğan tüyekkayım buldum boy Yuraklardan balıkıp Tıratavday balıkıp Sakırıp Мы находимся в городе Ишимбай. Вот недавно мы с открытия Ивана Михайловича Губкина, нефтянику, и это около нефтяного колледжа, и сразу приехали сюда, гимназия имени Закивалиди. Этот проект был осуществлен где-то в 2004 году, и вот эту работу я как бы перевел в искусственный камень. Вот сейчас мы стоим около этого памятника и как бы показываем всем. Это памятник называется полуфигура с руками. Ну, я решил так, чтобы, тем более, это наш герой, национальную культуру он как бы поднимал. И поэтому мне надо было полуфигуру делать. И мне кажется, это выигрышный памятник получилось. И вот так вот, это придумано. Я играю на курае, на гармошке я на виду. Ты не знаешь, он не знает, все не знают, где я живу. Это же во мне Сирия. Забей, мимо не лей. Алло, алло, Башкирия. Мой Ишимбай, город Курай. Это же во мне Сирия. Ветку мыса опьяняет белая река высоко. Мед башкирский, Салават. Сейчас мы находимся на перекрестке Салавата, Уфа и Ишимбай. Ну, Стерлитамака. И здесь недалеко от перекрестка находится архитектурный, прекрасный, красивый такой комплекс, посвященный земле Гурмате. Вот сейчас мы там обошли все, но эта комплекс представляет собой стеллу посередине и по бокам камни, которые были уничтожены кем-то деревьями. Деревьев там их много, там штук, наверное, 8, да? И вот у входа здесь установлен памятник герою Советского Союза во время Отечественной войны Ахтямову Хасану Багдеевичу. Это моя работа, сделана из бетона искусственного камня и подкрашенная под алюминий. Это было где-то в 2007 году. Эту работу в 2007 году я установил. Вот. И мне очень приятно смотреть на этот комплекс и на этого героя, вспоминая свою молодость, когда я это делал. Планете райский уголок, не сравнить ни с чем на свете этот городок. Здесь леса, поля и реки, чем же вам не рай? Лучший город на планете — это Ишимбай. Наш родной любимый край. Это город Ишимбай.
туған ерім, балқып яндым гүл ұнтарым дінге дәп берем. Туған ерім Ишімбай, мәңгі көңіл түрінде. Йырдарым неме даңлай, нұр сәсіп жүректерде. Так, мы находимся в Галфурьевском районе, санаторий Красноусольск. Я стою около своего памятника, автор этого памятника я. Однажды был объявлен конкурс, и там несколько скульпторов участвовали в этом конкурсе. В этом конкурсе я выиграл и получил вот этот такой заказ. Ну, работа была начата и была сделана где-то в 2005-2006 году. Но эту работу, конечно, я пытался сделать более осмысленно, чтобы здесь были рука и волны. Волны это как бы получается как из сказок, легенд башкирских хау и няге, то есть мать, это озер там, ну раньше вот такие сказки ходили, постоянно нам это рассказывали. И я пытался через свой памятник переосмыслить и показать пластическим образом эту работу в скульптуре. Ну, работа вроде вот так. Я уже сколько лет здесь не был, 18 лет, наверное, не был. Но более-менее в хорошем состоянии. Я очень рад, что ухаживает и облагораживает вокруг, где и это памятник. Вот когда в глине мы лепили, тогда мне помогали мои ученики Юмаулов Руслан и Зайнеддинов Рафис. Они как бы перевели из маленького размера в большой размер. Я им очень благодарен, конечно, тогда отблагодарил. И, в общем, вот так мои ученики уже стали на ноги и до сих пор работают в области скульптуры. Так, короче, я немного обрисую эту работу, потому что эта работа у меня круговая, со всех сторон смотрится, со всех сторон. И как бы здесь изображение в центре две руки, как будто они выходят из-под озера воды. И это руки как бы держат наш такой символический посуду и жал. Узорами, орнаментами башкирскими. А это волны с двух сторон, с четырех сторон, а как бы и это символизирует озеро, воду. То есть это легенда, все-таки я пытался его обрисовать с помощью пластических средств. Вот. И если со всех сторон смотреть, это как бы оживает и становится понятно. И понятно все становится. Ну, здесь очень декоративные моменты, как бы приукрашивает
всю скульптуру и придает какую-то осмысленную форму и осмысленную форму. Эта работа была сделана на мастерской. Еще раз я повторяюсь. Да, из бетона. И мне помогали Зайниддин Шафис и Маголов Руслан. Вот. Ну, по дороге, конечно, из Уфы. Здесь дорога не очень хорошая была. Мы, это как бы, сломалась у нас ручка этого ижава. Потом по приезду, после установки, пришлось уже на месте его доваривать, сварить, сломанный сейчас, и зашпаклевать. И, короче, мы там очень долго мудрили, и в течение дня мы это все сделали на месте, и, короче, мы привели порядок. Вот сейчас я смотрю, тоже неплохо смотрится, и, видимо, здесь местная администрация санатория очень хорошо смотрит и контролирует. Я этому очень рад.
Наша эпопея Кульмухаметова Энгельс Варис уже началась как раз с этого пастуха. Хотя этого пастуха мы начинали делать в 98 году, с Иштемир Шагалиевичем. И место его было на другом месте. Когда директором поставили Кулмухаметова, он решил переиграть этого пастуха, сделать и где-то обогащить этими барашками. Вот сейчас вы видите, это барашки. Это потом и добавили. А на самом деле это было пастух, стоял около чаши, и там как бы фонтан. Ну, это там другой проект был, конечно. Вот с этого момента мы директором Янгантау начали как бы сотрудничать и облагородить территорию этого Янгантау. Эта работа была сделана из гранита ущельинского, мансуровского карьера. И работа шла очень долго, по-моему, в течение 2 лет я его рубил, но при этом мне помогал один парень, тоже художник, хотя не скульптор. Он мне помогал, очень большую помощь оказал. Он из Гафурийского района. И таким образом эта работа состоялась. Работа была впервые, тогда у меня толком инструментов не было, но при этом все-таки силой духа и нужности этой работы я его преодолел. И в данном случае эта работа стоит в Янгантау, хотя на другом месте, но она очень красиво смотрится. И всем, мне кажется, нравится эта работа. Ну вот, эта работа как-то мы начали с Ишемом Шагалиевичем. Это был, конечно, такой заказ для меня, самый крупный, но проект я начал делать у себя в Уфе мастерской. Несколько вариантов было. Из этих вариантов Ишему Шагалиевичу понравился именно такой. Потом я его слепил, модель, где-то высотой 40 сантиметров. Я его перевел даже гипс, но это сейчас модель куда-то делся, я не помню. По-моему, Янгантау оставил, это не важно. Но вот по этому модели 40 сантиметров высотой мы этим помощником Салаватом начали делать. Работа шла очень тяжело, тем более гранит для меня это первый вот это опыт как бы. И как бы вот это препятствие пришлось преодолеть. В течение 2 лет, урывками, естественно, пришлось работать на месте. Потому что работа велась только летний период, а зимой, естественно, в холоду работать очень трудно. И как бы завершение этой работы мне показалось, что эта работа как-то на меня похожа. И все об этом говорят. Но, может, естественно, эта борода как бы дополняет и придает схожесть. Но эта работа мне уже нравится. Тогда как-то, может, чуть-чуть какие-то были косяки, но сейчас этих косяков уже я не вижу. Они как бы обобщение приняли, и какое-то образное решение он получил, этот пастух. Поэтому эта работа мне очень ценна тем, что большая работа, работа гранитом, и преодоление этих всех сопротивлений мне удалось. Наверное, что-то хотел вот этим гранитом, этим пастухом показать и свой дух, и дух нашего башкирского народа. То есть эта работа должна была стоять, это Янгантау в Салаватском районе. Ну вот, эта работа посвящается вообще-то какой-то легенде. По легенде, в этих местностях был пастух, и у него сильно болели ноги и позвоночник. И как-то вот шел, и издалека увидел пары, выходящие из-под земли. Он удивился и каким-то образом хотел пригреть свои ноги больные и позвоночник. Вырыл яму, туда лег и полежал где-то полдня. После этого, удивительно, у него начали более-менее ходить ноги, и болезнь постепенно начала отходить. Вот и поэтому
эта легенда, она как бы обоснована историей, предысторией этой Янгантау. Это имеет место. И решение приняли именно пастуха поставить из гранита, а не из мрамора. А гранит — это самый твердый материал, духом и всем. Вот к этому еще относится, наверное, встреча у меня бывшего директора Акбашева Рашида Агая. Я его встретил, когда начал эту работу только вырубать. Он шел, он как-то был помощником директора Ищемира Шагалевича, вот за молоком шел. И тогда мы стояли, очень долго поговаривали. Рашид Агай мне сказал, а я у него спрашиваю: Рашид Агай, откуда эта легенда? Кто-то придумал? Или это народное? Нет. Кустем. Это я сам придумал эту легенду. Теперь эта легенда как бы обоснована исторически. Поэтому это хорошо. Какая разница? Легенда и сказка, а в каждой сказке своя правда. Поэтому эту легенду надо было придумать, Рашид Агай. Вы правильно сделали. И эта легенда осталась как бы как народная легенда. История этой работы как бы легенда об Акъяле. Ну, легенда гласит о том, что когда-то жили старик со старухой на Седом Урале. У них был сын богатырь Батыр Акъял. И он охотился ежедневно там и как бы добывал себе пищу для родителей. Но однажды в лесу он встретил волка. Это самый такой волк, который не позволял никого в лесу у него охотиться. Ну и между Батыром и волком начались поединки. И при этом Акъял Батыр его, конечно, осилил. И волк при этом заговорил человеческим голосом и начал молвить о том, что о пощаде. И за это он ему благодарит. Ну, Акъял Батыр пожалел этого волка и отпустил. И через некоторое время этот волк на своем слове держал, свое слово держал и пригнал табун лошадей. Вот этим заканчивается эта легенда. Но я хотел отобразить этого на куске мрамора, с одной стороны бегущие лошади, с другой стороны волки. И где-то на торсе там, ну, жилье там, где жили эти старики и Акъял Батыр. Ну вот примерно так я представлял эту работу. Но при этом, конечно, надо слово сказать о Энгельсу Борису Жакуль-Мухаметове. Тогда был директором Янгантау. По его инициативе и все вот это мраморные изваяния и ожили и реализовались. Вот. Благодарю ему, конечно. Вот примерно так. Начало так все. Наверное, хайкину делать. У меня 70-летие вот к этому вот прирощено это айрат.
Киреев, мой ученик, сейчас уже в другом масштабе работает, более широком, и решил снимать про меня фильм. Ну, свои работы, все. Шел işlerden düşürüp sonrayım. Sonuçta transport gerek. Transportunu patırtır. Patırtır yürü veririz. Skulptura. Ya basam ben. Yarın. Hadi. Tekrar sokaktayım o. Salavat yerinde, Başkırtım ilinde, Yanğan dağ köklerge örilgen. Bunda balqi bir qala, eskinele ak qala, Yürekteyde kaynar tağ türünde. Bunda balqi bir qala, eskinele ak qala, Yürekteyde kaynar tağ türünde. Salavat yerinde, Başkırtım ilinde, Halkıma fasıyım art var bir dağ. Torğadaktın şerbetin, Yenige tenige sifatin, Güle gite her kimge yanğan dağ. Torğadaktın şerbetin, Yenige tenige sifatin, Güle gite her kimge yanğan dağ. Salavat yerinde, Başkırtım ilinde, Gümüştey saflı yürüden. Ak bala, izgi bala, Güngilder hinde bala, Dandarında yıraka tarala. Ak bala, izgi bala, Güngilder hinde bala, Dandarında yıraka tarala. Salavat yerinde, Başkırtım ilinde, Kıyaştay balqıydar bürküt dağ. Tabiatın gülegin, Var halkıma bülehin, Мәңгі gele yaşayın yanğan dağ. Tabiatın gülegin, Var halkıma bülehin, Мәңгі gele yaşayın yanğan dağ. Мәңгі gele yaşayın yanğan dağ. Мәңгі gele yaşayın yanğan dağ. Но получается, что однажды мы начали это симпозиум, который мы организовали совместно директором Кульмухаметовым Ингас Фарисовичем. Достали из Койлова Челябинской области мрамор, позвали скульпторов, 3 из Москвы, 1 из Питера, остальные уфимские. И каждый получил свои задания. Общая тема у нас была легенда о башкирского народа. На данном случае моя тема была Урал-Батыр. И, в общем-то, все справились с заданием. Короче, эту работу я делал из гранита, и как бы полированный, и он вечный материал. Это гранит из Ущельинского района. Вот. И, в общем-то, вот так вот примерно. Янгантау я в 98 году делал пастуха. Появлением нового директора Кулимухамета Энгаса Варисовича появилась другая идея. То есть это
памятник пастуху, посвященный пастуху, обогатит, ну, я по его совету приехал сюда и начал это из гранита высекать это пастух. И после этого я ему предложил собрать симпозиум, потому что это очень дешевле обойдется. И при этом Янгантау будет облагорожен этими скульптурами, изваяниями быстро и качественно. И эта идея Гульмухаметовой понравилась, и мы начали эту делать организацию. Позвали из Москвы, из Питера скульпторов, из Уфы. Они безропотно приехали и, в общем, собрание делали. И общая тема у нас была легенда башкирского народа. И каждый предоставлял свои темы, свой проект. Ну, это... И когда скульптора получили все это обоснованные, согласованные проекты, каждому мы предоставили памятник, не памятник, а глыбу камня. И в течение месяца каждый высекал свой проект, свои фигуры, свои формы. Ну вот этот симпозиум у нас, я думаю, состоялся всероссийского толка в 2012 году. И скульптора оставили свой след, и как память о Янгантауе и о нас. То есть каждый скульптор справился с заданным заданием и получились великолепные фигуры в этом Янгантау. Мы очень были рады, и москвичи, и питерцы, и мы. Да, мы вот так оставили свой след в этом Янгантау. Это одна из работ того симпозиума, который состоялся в 1990 году. Это работа моего сына, хотя он эту профессию скульптора не выбрал, но он оставил тоже свой след. Здесь он пытался такими замысловатыми формами, фигурами показать знаки тамгы каждого рода. Здесь вот на Янгантау смотрят такие районы, как Дуванской, Нуримановской и Кигинской. Ну вот, это он и пытался на этой очень простой форме показать их принадлежность башкирскому роду, их символы тамга и примерно их дух.
Да, это у меня, наверное, самая последняя работа того из этой эпопеи. Это «Белый медведь», как-то вот такая задумка была у директора, и он меня пригласил и попросил делать. Ну, я, естественно, предварительными эскизами показывая, он выбрал один из вариантов и начал делать. Ну, это так тяжело было, конечно, 3 года этой эпопеи, но все-таки эту работу я сделал. И вот поставили на огромном, хорошем месте среди берез и прочих деревьев. Когда мы делали, идеи никакой не было. Просто я хотел делать медведя, ну, как бы натуральную величину, не натуральном стиле. И как-то бездумно, что ли. Вот иногда бывают такие работы, что бездумно просто делаешь, и к концу появляется какая-нибудь идея. Ну, идея здесь, наверное, как бы одиночество сильного животного, величаво, идущие по лесу или среди деревьев. Как бы вот так вот, наверное. Это, ну, такая простенькая идея, ничем не обремененная, ни философией, ничем иным. Просто медведь величавый, идущий по лесу среди деревьев. Вот и все. Мы находимся в Дьомском районе города Уфы. Вот здесь одна из моих памятников. Памятник называется «Рождение около роддома». Но предыстория этого памятника такова, что вот однажды Рафис Зайнеддинов, мой ученик, хороший график, подъехал ко мне и предложил мне вдвоем делать этот памятник для Дьомы. Тогда был глава администрации Халиков. Ну, мы поработали немного, поисковую работу вели. И первоначальный вариант у нас был АИС. Показали, Халиков чуть-чуть недоволен остался. Мы дальше дальше начали работать и в мастерской, и Рафисом, когда уже случайно он заметил мою композицию, тоже рука с ребенком. Это было предназначено для телевидения. Вот посмотрел и сказал: давайте, Мавлюд Рамазанович, это будем делать. Вот с этого момента у нас началась работа. Халикову показали, это вариант ему очень даже понравился. И дальше мы эту работу начали реализовать у меня в мастерской.
Но когда эта работа была закончена, его мы отлили Затоне у Рафиса Зайнетдинова, там это брат жил, строитель, и на дворе прямо формовали и заливали бетон. Сначала мы хотели просто из бетона, из белого бетона, ну, конечно, было бы прекрасно, но при этом, конечно, у нас что-то технологии не получилось, и пришлось его покрасить. Вот сейчас я стою около этой работы. Еще раз говорю, эта работа называется «Рождение», но технологически, конечно, есть моменты, которые вот как бы разрушающие этот материал, и надо будет, конечно, в голове обратиться, чтобы это устранить, чтобы на ладони не собиралась вода. Вот так и получилась у нас такая работа. Очень приятно, я считаю, эту работу, потому что она добрая, нужная. И я думаю, это единственная работа в нашем городе. И как так я знаю автора, он сам по себе очень добрый человек. Все это его душа, его работа здесь отразилась. Я вот что могу сказать, что могу добавить ко всему то, что он сам рассказал.
Здравствуйте, мы находимся в Уфе по улице Аксакова. Здесь это моя работа, мемориальная доска, посвященная Лутфуллину Ахмед Фатхуловичу. Он наш башкирский великий живописец, художник, его, наверное, все знают. Это одна из моих работ, которая прошла по конкурсу. И я эту работу через ученика Искандара Бишева делал. И, в общем-то, мы его отливали в бронзе в Свердловской области, Екатеринбурге. Вот, в общем-то, портретное сходство вроде бы все признали. В этом доме он жил. И на последний путь проводили с этого дома. Мы находимся в городе Уфе, на улице Пушкина, где расположена поликлиника глазных болезней. Это мемориальная доска посвящается Кудаярову Абдулле Хабировичу. И работа была сделана, отливка была сделана из бронзы. Но это выдающаяся личность, автоматолог глазных болезней. Его все знают, не только вся Башкирия, но и вся Россия. Ну, работа, в общем-то, была сделана с фотографией, и схожесть тоже несомненна. Мы находимся в Уфе на улице Шафиева. Однажды я от медстандарта получил заказ на памятник медсестры. Ну, работа велась с натурой, и я его сделал, конечно, из такого материала, композит, ну, под гранит. Крошками гранита я пытался создать имитацию гранита. Но на самом деле это получилось, потому что отполировка, потом особый технологический подход. И мне дал такую возможность сделать это памятник из-под гранита.
Ну, здесь вот, видимо, хулиганье ходит, ломают. Вот где медицинский вот это послушающий аппарат, это меня, конечно, уже второй, третий год как бы мучает, но придется отреставрировать. Ну вот, примерно так. Так вот, на гранит похож, да. Здесь немного трещин есть. Вот, спасибо за внимание. Мы находимся в мастерской, где я постоянно работаю здесь. Каждый день. Годов? С каких годов уже? Это с 2002 года. Вот когда Басарев ушел на тот свет, как-то передали мне вот эту мастерскую. Сначала на двоих, там Камалова Фарида была, потом она тоже умерла. И после этого я остался один. Оформил документы все на себя, и до сих пор здесь я работаю. Аллаху шукр. И все проекты, все вот творческие работы проходят через эту мастерскую. Вот в данном случае перед вами это один из памятников, который я поставил в Мадашта. Это в Белорецком районе. Вот любая работа, любой памятник начинается с эскизов, эскизирования. Потом это эскиз обосновывается, потом согласуется с заказчиками. Вот это уже согласованный народом и Азамат Мисагитовичем, который большую долю работы вел. И вот с этого момента начинается уже весь процесс памятника. Это эскизирование на бумаге, потом идет проект в малом размере, это вот это из гипса покрашенные, это уже как бы недалеко от реализма. И там, когда Айрат снимал эту работу, там уже это габры, полированные и все прочее. И это проект объемный, пространственный, тоже согласуется с заказчиком, в данном случае народом. Вот это все стадию я прохожу, после этого я начинаю лепить в данном случае барельеф женщины с ребенком и барельеф солдата. И после этого, когда я уже рельеф в размере, как там, это Мадыштах. И я отформовал и на гипс залил композит, то есть перевел материал. Обычно все стадии, вся поэтапность проходит не только у меня, это у всех скульпторов. Вот, потом установка и принятие. Вот этим заканчивается любой памятник в экстерьере. Экстерьер это значит на улице. Вот примерно так. Вот. Один из следующих примеров, Один из следующих примеров это Заки Валиди. Это у меня в Ишимбае, около гимназии имени Заки Валиди. Тоже Айратом Киреевым было это снято. Вот это то же самое. Сначала был проект в таком малом размере, эскиз, это куда-то я делал, я уже не помню. И это как бы модель 1 к 10. Вот с этого я уже скопировал размере этой фигуры, то есть в данном случае полуфигуру. Там чуть-чуть по-другому, но примерно вот такое же положение рук, потом дневник на правой руке, и взгляд, и поворот головы в сторону чуть-чуть. Вот и все. Там вот
прорисовывается автопортрет. Но это автопортрет, когда я работал. Там в 10 классе, по-моему, курсовые работы они получили задание. И была тема такая – художник, то изображать любого художника. И моя ученица Кутузова Алина решила прямо с натуры меня нарисовать. Вот она нарисовала, и вот это до сих пор у меня здесь стоит. Да, мастерской, конечно, это очень пыльная работа везде. Пыльная, но при этом, когда есть пространство, можно работать с удовольствием. Я сейчас покажу работу бюсты. Вот здесь вот. Это Хурматулла Утяшев. Смотрите. Это гипси. Эту работу я сделал тоже с натурой. Прям Хурматулла Утяшев сидел здесь, на табуретке, на вертушке. А? Сколько лет был? О, тогда еще молодой. Это лет, наверное, 10-15, если не больше. Молодой был, но сейчас чуть-чуть он изменился. Вот. А это у нас Шаймуратов. Это я работу сделал с фотографией. Вот. Когда я в музей относил, вроде всем понравился, но однако взяли там почему-то работу дворника. Это творческая работа. А вот за этим стоит мальчик, который клещит, клещ у нас называется у башкир там. Уран голову, клещ бросай. Вот когда надо было сделать надгробный памятник Хусейну Ахметова, сын Мурат, он в Москве работал, это ко мне приехал и такой заказал. Но это работа министерская, конечно, но курировал его сын. Он тоже композитор, но сейчас его тоже нету. И когда он увидел эту работу, и это вот у меня такая работа была из камня, а нет, из гипса. И он сказал: Мавлюд, давай делай вот так. Мальчик, который клещ бросает народу. Вот таким образом я его из гранита высек. Ну, как-то я подзабыл. Надо было Айратом Кирием поехать туда на надгробие, там, в мусульманском кладбище. Он сейчас до сих пор стоит. С одной стороны мальчик, вот который бросает клещ, а с другой стороны портрет. Где телецентр? Да. Вот это я забыл. Вот это очень интересная работа получилась. Вы вот покажите инструменты свои. Чем вы так тесаете граниты, мраморы? Граниты я тесаю. Подтесываю, да. То есть уже современные электрические тоже есть, и ручные. Да, точно. Шлифование. Это работа. Хулмаси стоит. Тоже это фотографировал и снимал в кино. Я там выступал, и другие там жители выступают. Это вот как раз вот объемный проект, эскиз этого памятника. Потом мне самому понравился и решил его сделать композиции, как в станковом характере. Вот эта работа, как раз я его слепил, потом отлил композиции. Теперь приходится мне кое-где там выравнивать, то есть доводить до ума. Причем эта тема меня до сих пор интересует, потому что во время войны в 1941 году моя мама оставалась с 2 детьми и проводила на войну моего отца. Он там воевал и с победой вернулся обратно домой. И после этого появились мы, остальные 6 детей. Вот. Поэтому эта тема мне очень близка. И эту композицию я просто хочу его доводить до ума. А как это делается, я могу показать. Иногда вот ручной это очень сложно, приходится воспользоваться бормашиной. Там насадка, наждачная бумага. А на тонких местах я работаю бормашиной.
камень, да? Да, но это в эпоху Возрождения Микеланджело все ручно делал. Может, не один делал, может, там целые бригады. Но сейчас у нас такой возможность, как бы, когда такая техника, можно делать это самому и все давать дома. И этим инструментом я пользуюсь, когда рублю камень. Вот такие камни, вот. Типа яблоки я еще не закончил. Вот это гранит. Очень твердый материал. Вот, однако мы это умеем делать, можем делать. Так, что еще? Ну, остальное просто пройдись общим обзором. Вот. И этого, наверное, достаточно будет. Мальчик в кепке, кого вы там хотели изобразить? Вот как раз эта работа не моя. Это работа Басыровская. До этого Зульфат Авай Басыров здесь работал. И у него две работы остались. Вот. А голова в этот портрет? Где голова? Мужчина его. Это мой отец родной. Эта работа была сделана так, в 1987 году. Прямо с натурой. Я его все-таки успел с натурой слепить. Там эскиз какой-то вот окнулы как будто, да? Бабай. Наверху, это басаровская работа. Внизу стоит это Жалиль Кейкбаев. Это тоже пространственный проект. Дальше идет работа Фариды Камаловой, Бетховен. Она так и не смогла доделать. А следующее, это заказанная работа для Учалов. Это как бы мне работу нашел Камиль Музыкаев. Я ему сделал, он пошел там, поехал туда и восстановил. Это его родной город. Вот, две работы, по-моему, было. Или три. Из алюминия от Ивана моего. Вот примерно так. Вот такие пироги. И иногда увлекаюсь уже и по дереву, да? Вот. Да. Это деревянная работа. Я его ни разу еще не показывал. Ну, как стилизованная работа. Тема хумус. Здесь это такая чаша удлиненная. А здесь женщина стоит там и болтает. И после этого появляется из молока хумус. Вот. То есть это еще нижняя часть не доделана, да? Да, кое-где еще потрогать надо будет, потому что иногда глаза, руки устают. Нет, в основном глаза устают. А когда ты простаиваешь работу, тогда появляются, может быть, совсем другие моменты. Это, видимо, зависит еще от настроения, от информации, от багажа духовного. Все, короче, влияет на это. И со временем она начинает уже жить в конкретном пространстве. Вот у вас вот это уже материал проносит вам, да, вот так? Вот такие тумерлерные, как материал проносит, да, дума? Ну, приносы я иногда приношу, иногда я сам нахожу. Вот это тоже. Какое дерево вам любится? Любится. Первое время я работал, когда опыта мало было, делал это. Липа, да? Липой. Осина трескается, потому что она слишком водяная, сырая. Но в основном, как Барлах, это немецкий выдающийся писатель, скульптор, люблю дуб. Твердый, но при этом появляется, по-моему, это тоже дуб. Вот такие прожилки, рисунки. Это как бы привлекает и оживляет, типа. Можно подпалить, подлакировать, да? Но многие лакируют, но я почему-то лакировать не люблю. Это древний способ, когда дерево обрабатывали древние, скульптора, я не знаю, мастера, короче. Они мариновали, морилка проходились и натирали воском. Это во-первых, сохраняет качество дерева, и во-вторых, постоянно протереть можно будет и придает не такой лакированный, блестящий, как игрушка, форму, а именно
такой тон чуть-чуть блестит, то есть матовый. А матовость, она и форму сохраняет, и при этом блеск не мешает. То есть почти блеска там нету. Поэтому я пользуюсь воском. И самый лучший, по-моему, метод для дерева. Это бюст тоже пространственная модель, проект. Короче, здесь надо было театралам поставить Бедар Юсупова памятник около Дома актеров. Прошел конкурс, участников 3 было, и я как бы прошел. Потом я делал вот такую вещь, в смысле как проект, и почему-то Абушахману не понравилось. Не то, что не понравилось, а он всегда придирался вот так. Не похоже, не похоже. Но я решил ее все-таки более-менее такие молодой, красивый. Актрисы любят, когда они молодые. А Абушахманов ее помнит, ну старую, такую старенькую старушку. Но если делать бюст, вот это кого там, ну, Ленина, да, старика, это никому не понравилось бы. Поэтому все-таки идеализировать иногда надо образы. Вот Бедар Юсупова пока до сих пор висит. Никому не нужно, видимо, денег нету. А рядом это барельеф Ахмед Шакирович, наш завуч, очень приятный преподаватель. И он учил нас всегда вот. Фамилия забыл. Ахмед Шакирович Фатхиев. Фахриев. Фахриев. Он очень такой юморной, веселый, зажигающий. И я его портрет сделал прямо с натуры, потом перевел бронзу, а гипсовый слепок как бы гимназии имени Давлеткильдеева, где он работал всю жизнь, ну, подарил. Вот. Только не это, а вот круглый, со всех сторон, который смотрится. Вот рядом же он постоянно заходит, каждый день заходит. И сам он предложит, давай, Мавлет, с меня портрет, пожалуйста. И вот с этого началась эта работа. И работу я закончил. Танцор. Вот. Ну, как-то я фотографию видел. Артиста или... Это не артиста, это я фотографию видел. И вот эта фотография меня как бы зажила, впечатлил, да, и я начал делать. И после этого поступил такой заказ. Короче, здесь это танцовщики решили сделать конкурс на самый лучший конкурс. На самый лучший это танцовщик. И решили как премию или гранта, не знаю, или как называется это, использовать эту фигуру. Потом я им делал 2 раза меньше, БГО, одна работа стоит, потом еще, да, 3 штуки я им делал, или 4 штуки. Это благодаря Рифу Габитову. Он как бы предложил, я им сделал, тоже из композиции отлил и передал. Ну, БГО до сих пор в музее у них там стоит. Я видел, это позапрошлом году, по-моему. Это что за эскиз какого-то воина? Пластилин, да? Это? Эта работа посвящается Шаймуратова. Как-то загорелись все. И я тоже решил, ну я его конкурсу не показывал. Почему-то или не закончено было, или мне самому не понравилось. И так и стоит. Ну там кое-где еще досмотреть надо, и можно его спокойно отлить. Какой-нибудь материал. А, тот размер, вот. Вон. Чего? Который вот это Рифа Габитова это продал. Пластилин лучше, говорят, чем вот это. Вот этот портрет, да? Мужчины, да, вот это? Какой мужчина? Или вот этот скульптура? Я имею в виду танцовщик. Пластилин, это вот, ну, дубликат. Дубль. Вот это, да? Да. Там вот барельеф
Ахмета Лутфулина, который мы же снимали там, помнишь, около Богова. Да. Это гипсовый вариант. Вот это. Да. Лицо. За танцором. Ага, за танцором лицо, вот это что за лицо? Вот я и говорю. Про него. Вот это Ахмед Лутфулин. А слева кто за девушкой? А это Асан Мбараков. Потом еще интересно, вот смотри. Вот это мы снимали, где мраморное изваяние надгробия. Это сначала делают из гипса, потом каждая точка переводит это камень. И получается то, что мы видели тогда. Терекле. Ну, все. Остальные там. Вот эти маленькие фигурки, что за... Это сувенирные работы. Я, когда самое трудное время было, решил заняться сувенирами, чтобы деньги добыть. Ну вот с этого началось у меня. Сейчас это копирует Заки Нагаев там, Талбазах. Сейчас копирует, короче, дал ход этому сувенирам. Понятно. Вот так вот. Вот сувенирные варианты еще. Крашеля, но это как бы оно не пошло, потому что форма сложная, покупается плохо, и поэтому я это производство приостановил. Вот это отец Сулейманов Джалиля, Ахмед Агай Сулейманов, виднейший, выдающийся ученый, филолог. И он очень большой вклад сделал для Башкортостана. Но я его с фотографией пришлось сделать, потому что я обещал делать с натуры, но как-то возможности не было. Поэтому пришлось по фотографиям, заказал сын его, художник тоже известный, Жалиль Сулейманов. Вот так покрасил, я сейчас смотрю, что-то слишком темноватый, что ли. Надо посмотреть, что-то, может быть, чуть-чуть просветлить надо будет. Красивый мужчина. Освещение. Сейчас живых нет, да, получается? А? Давно живых нет, да, уже? А я где-то 5 лет тому назад или еще, если не больше. Был что законная фигура вот эта? Это Каслинское литье. Это один скульптор у меня вместе работали в одной мастерской. Он мне оставил, когда переехал в Пермь. В Пермской области сейчас он как бы живет. Фотографии фотографа, да? 81 года. Это мы там видим учителя живописи, как его? Вот там внизу, первый ряд. Рентген. Рентген. На Подкулин есть. Вот Эрсахшейдол. Рентген. Нет, вот башкирский егет она. Бородатый, справа. Кемеле, ишеме, слушай. Это Расул же. Расул. Галимов. Он преподавал, что ли, там? Нас преподавал. Серьезно? У нас, да. Эрсахшей? Да, преподавал. Вот Эрсахшей он преподавал. Что надо делать? Комментировать. Ваш студент тоже, да? Нет, вместе мы учились в одном курсе. Галимова. Это институтский, институт, после 5-го курса фотографии. Мы однокурсники. Расуль тоже однокурсник был. Не Зифа, как это? Земфира, да? Супруга. Супруг до сих пор преподает. У вас. Что тебе надо? Мы там видим. Ушел, давай. Очень бородатого, очкастого артиста нашего. Где? Как он туда попал? Привет. Подожди, я говорю уже? Да. Мы мы вместе учились, но он раньше поступил, и как бы, получая академ это отпуск, он опустился до нашего курса, и мы диплом защитили вся группа вместе с ним. Но тогда мы не знали, что он такой, да. Но уже брончал на гитаре. Брончал, потому что он как бы попал в фестиваль
патриотических песен он получил первое место. По-моему, по России. Тогда он уже гремел. И с этого момента у него начался ансамбль, он организовал все музыкальные инструменты, и он покупал на свои деньги. Каким образом? Он учителем работал во время каникул, он по районам ездил, шабашничал, на это шабашные деньги купил инструменты, все вот, и собирал группу. У него группа была одна уфимская, потом они как бы его подвели, и он был вынужден уехать в Москву, но его тоже не приняли, потому что он просрочил, неделю там погулял, и после этого он последний очередь поехал в Питер, сейчас мы говорим, тогда Ленинград был, и он, организуя свой ансамбль, он попал туда на благодатную почву. И с тех пор он начал там... Это последняя группа у него ДТТ, конечно? Да. А в Уфе как назывался? Тоже ДТТ. Тоже ДТТ было? Конечно. А как это расшифровать, знаешь? Нет. Он, конечно, говорит, детские, так, как демское детское творчество. Нет, по-моему, это не так. ДТТ раньше было ДУС, который тараканов выбивали. Он сам потом говорит, да, а потом отказывается. Ну, как бы он этими песнями решил, как ДУС, это всех чиновников наказать. Да, ну, натура такая. Он был неразговорчивый. Когда мы даже курили, он стоял. Никаких анекдотов. Он серьезный, очень серьезный человек был. Он тогда сочинял свои песни. И вот... А как насчет рисования творчества у него? А, у него живопись хорошо шло. Хорошо, да? О, ты что. Он выставлялся, но свои работы не подписывал. Такой скромняк. Да. Вот такие вещи. Такие истории творились. Истории творились, да. Он в Питерский край в каких годах ушел, интересно, не помните? В каких годах? 90 перестроечные года, да, уже? А, наверное. Наверное, точно. Да, вот твой друг тебе большой плакат сделал, молодец. Да, Рустем молодец, конечно. Он за 3 дня, по-моему, это сделал. Молодец. Но это же вообще труд. Так что еще говорить? Вот мы видим последний, не последний, но это, в последнем ряду внизу графически интересной работы. Но эта графика как бы нас... Вот последней деревни, вот как называется работа? Эта работа просто идет. Помнишь, мы тогда поехали снимать памятник Джалиль Каикбай? Ну, когда ты был занят, я сидел и рисовал. Но эта графика у меня идет со студенческих времен, потому что в первом курсе мы некоторым образом увлекались графикой. Почему? Потому что Абхади Габдрахманович Габбасов, он такой серьезный творческий человек, вокруг себя собирал таких творческих людей, как я, как Ахмед Евдат, Лобанов. И мы к нему ходили целый год. Он нас очень многому научил. Вот с тех пор у меня какая-то любовь этой графики. Но это вещи делать все между делом. Натюрморт, да, просто? Это просто натюрморт. Потому что все техники я знаю. Из любого натюрморта можно делать такую законченную работу. А почему я увлекся последние годы? Я ковидом попал в больницу, и как-то так получилось, что делать нечего. Лежу, рисую. А чем еще заниматься? Уход есть, укол вставляет 3 раза это ну то есть да, а ты вот лежи и рисуй. И мы с женой попали в одну палату большую, там хорошо было, конечно. Ну как хорошего? Ну то, что творчество, вот графика опять у меня началась вот тогда. То есть время от времени я возобновляю эту графику, потом забываю, потом опять к этому возвращаюсь. Но все эти работы были сделаны между делом. Так вот. Даже название не давал? Нет, какие-то. Ну, интересно. Это просто чернильник ручкой, да? Гелевый? Это не гелевый, да. Да, гелевая ручка. Гелевая ручка мне понравилась. Это как
Тушь перо получается. Там макать не надо, это не мажется. Вот это преимущество этой ручки. И Раушания Валеева, а Раушания Габидулина. Втроем как-то решили сувенирное дело открыть. Но я очень... И вот эта тема, да, пошла? Да, эта тема пошла. И у него ЭП был, ИП. И моими работами он как бы вылез. И как бы мы начали там на выставках участвовать втроем. И нас отметили. Вот в основном мою работу Урал-Батыр. Потом еще одна работа отмечена была. Сейчас до сих пор у него валяется. Вот многие работы. То есть я ему дал зеленую дорогу. Вот это фестивале мне дали гран-при. Не лишнее за мою работу. Юбилей Мавлюта Рамазановича. Тут собрались товарищи, самые близкие друзья, ученики. Мы 2 ученика, да, являемся тут. И так далее. Запускаем микрофон по кругу. Какие теплые слова скажут юбиляру? 70 лет солиднейшая дата. Я Мавлюта Рамазановича познакомился в 1985 году, в годы учебы в стенах Республиканской средней художественной школы. Заходи. Привет. Прервал, извиняюсь. Нормально. А что-то я... Рамиль, где с работы? Поздравляю. Одноклассник. Кем была Лебу? Нуркаев Рамиль. Ученик тоже? Да, ученик. В каком году? 91-й. Продолжаю, вот в 85 году, вот, кстати, мой одноклассник Рамиль, Мавлют Рамазанович принял меня в кружок скульптуры, который он тогда вел. И вот азам первым в форме, какая она, понимать ее, создавать, работать с материалом, учил он. Поэтому, кроме слов благодарности и большого уважения к этому человеку, я ничего не испытывал. Долгих лет, крепкого здоровья, Мавлют Рамазанович, ну и творческих новых открытий. Собственно, этого художнику вполне достаточно, мне кажется. Спасибо. Нуркаев Рамиль Фанилевич. 1991 года. Да, вместе учились с Джамилем. Даже хотел тоже немножко на скульптуру. Да. Так, помню все эти школьные годы. Очень уважаемый человек, да, как бы. И заходил сюда как-то тоже не раз. Или 2 даже. На Карла Маркс. Но... Там мастер-школа, да? Да. В подвале была. В подвале же была? Он позировал. Не, ну сюда заходил, и там еще был тоже, да. Несколько раз. Ну вот, как бы. Научился творчеству. Руки растут нормально. Благодаря школе, благодаря учителям хорошим. В общем, я очень доволен тем, что мы пересеклись, и виделись, и вообще знакомство. Очень рад. Делаю инвентарь, делаю, там из камня делаем столешницы. Да, а так, мастер флорентийской 11 мозаики. лет флорентийской мозаикой занимался. Чем? Флорентийской мозаикой. И, ну, как картина, только из камня мелко сделано, все это, без швов. Да, ну просто... Там уровень... Не востребовано больно часто. Этот. Каждый мазок это камень. Да. Да, вот так вот, потихоньку там, вот. Теперь в Уфе, да? В Уфе, да. Семья, дети. Ну, 3 у меня, в Михайловске живу, в Уфимском районе. Как раз... Искусством вовлечены, да, дети? Ну, Следует по стопам отца. не, старший танцор, младший в армию пойдет. Дочка пока так рисует понемножку. Так вот у меня. 3. В каких краях ты обосновался теперь? Я в Уфе. В Уфе? Да, в Уфе. Ну, можно сказать, с этого, с 85-го года, вот, интернат, потом худграф, потом некоторое время у себя работал, пожил, в 7-м году опять в Уфу переехал. Вот на сегодняшний день в Уфе, пенсионер. Семья, дети. Пенсионер, да.
Семья, дедушка. Нормально. Ну, порисовываю немножко. Вот это акварель в последнее время только пробила? Или раньше? Да, последние 3 года. С 19-го года. Уникальная выставка. Нафантазировал. Нафантазировал, да. Да, нафантанил. Понятно. Я рад. Давайте следующему. Аксакалов. Надо было с Аксакалов начинать. Ничего, по порядку. Он смонтирует потом. Хадар, миңа сират кеттиңи. Таныштырып өтәбез. Малбай Рамазанович, мен башкортча сөйләйме, русча сөйләйме? Мен әйтәм, мен Исмагилов Файзрахман Абдрахман улы булам. Әле хаклы ялдамын. Аны интернатта, шул дәүләт килдек интернатта ул вакытта ырсыхшые ине. Мен 72 ел 73 ел мәктәптә беттем. Менә шуның институт, сәнгать институтын бетеп иҗат юлына басып әсәрләр тудырып Нестеров музейының директоры булып 12 ел хезмәт иттем. Менә хәзер инде хаклы ялдамын. Әйткәндә заслуженный художник Республики Башкортостан, лауреат премии имени Салавата Юлаева, почетный член Академии художеств, член творческой группы «Артыш». Шулай, Мавлет бай менән бергәләп инде хезмәт иттек Башкортстанга. Сыныпта Башкортстанга тигәндә генә түгел, без Мавлет бай менән Хамар өлкәһенә барып, Гыбай дәүләтче авылында Хәдия дәүләтче авылына шул калган еракта калган башкорт авылларына гуманитарный ярдәм дип әйтәләр әле. Мәбәт шуның күп мәдәни ярдәм итеп, уларга күргәзмәләр оештырып, уларның мәктәпләрен бизәп, олы эш башкарып биреп кайтканнар шул вакытта. Шул вакыттан белән бик әйбәт бергә кулга кул биреп бирешеп эш кылабыз. Башлап әйткәндә иҗади гына уңышлы түгел, гаилә белән бергә яшәйбез. Хәзер безнең Мавлет Рамазанович безнең Белорет районының теге почетный гражданина әйләнеп китеп бара ул яйлап. Безнең авыл тирәләренә скульптурный әсәрләр тудырып, бөтен авыл халыклары аны таныйлар. Безнең тирәләрендә Катай башкортлары ишламына Әҗәк авылы Зәг авылында памятниге булмаһа, аны бөтәле шуны кешелекле, ягымлы, акыллы мәдәният өлкәһендә эшләгән кеше дип таныйлар. Шунсын әйтәбез, киләчәктә Мавлет Рамазанович әйтәм инде менә киләһең дәвет, мен һиңа сукыш менән дигән бирәм бит балтаны. Безнең тикәккә караһаң да таш, бүләккә караһаң агас, теләһәң юкәһен, теләһәң имәнен хайлайһың, теләһәң ниндәй ташты теләһәң, мәрмәрләр бар, базальтлар ниндәй теләһәң, шуны таштарны алаһың да шунда үзеңә иҗатхана эшләргә безгә мөмкинчелек тә бар һиңә тим, шунда безгә күсәң дә бездә яшәйин дип куян дип әйтәм мин. Шун бер якта утын бит өйгә йыгылып бара, рәхәтләнеп ут чагып, монса интеп кайтарам мин аны. Ну biz ijatlarına tuguleyinde bula etken saklamana min ijadi masçusko işlagan sakta Mavlay Ramazanov kelip şunda bana üz kolumundan tutunup men de şol strapellar quraşıp ende tege neyderде şaşıp yürüp qaytkanna vaqatan yerlemey, kişin yerlemey, şap qalqan işlerde her biri heşayıp kelip beruse kim özün vaqatan bire hening hesin. Ama bilmey mana yerlemey berdi. Şuna aytам, көз алдында тұра, шундай менің досым болғанына. Мавлет әле ойлаудыра мына біздің аралда, өзі біздің аралынан ең ұлы аққақал ағайынды ол, фактически. Біз анымен сөйлесеміз как ровесники, а фактически ол біздің мына Россиянның арасында ең ұлы 70-ке жеткен әлі Мавлет байбадығына. Так что хиңа Мавлет Рамазанович мәң яшарға хаулық. Мен әлегін сөйлесіп отырам, біздің жаққа асыға барып
анта санаторий бит. Хаулыңды аяққа баттырып қайтаңны не үшін? Хәтигенсі бұла оланы бит. Так что юлды біләһің, анда болғаның бар. Хаулықты өнеттіге деп айтам енді. Шақыруыңа рахмат. Молодец. Давай, держи хвост пистолетом. Рива. Мен енді Мәулітбайны көптен білем. Мына сіз білесіздер енді, мен өзім Баширова, мектепте оқығанда, Баширова Рива Флоритовна, Республиканская художественная школа и гимназия Давлет Килдеева. 76 жылына біттім. Шул Мәулітбай білән туғанашып кеттік бір заманна. Шулай итеп яшәйбез, әйбәт кенә инде дигән кебек туганлашып киттек дигәндә, менә Венер Рамазан Халилов президентлыкка да баллотироваться итте бит инде бер туган агасы. Аларның семьясын бик яхшы беләм. Бүтән семья шундый тәртипле, шундый нигә образованный, бүтән семьясы белән шундый акыллы семья. Бүтән аталары шул тиклем менә даже әтигезендә беләбез. Шул тиклем семья нык акыллы. Тырышканнар ул вакытта күпме балалар имит итеп, нигә бөтенсенә образование бирергә. Во-первых, взаимоуважение урыс әйтмешләй, теге нык шундый нигә һәрберсен уважать дип яшәделәр гомер буе. Менә Венер Рамазанович 12 елына үлеп китте бит инде. Вафат булып, шулай итеп нигә Монополиевны, нене первый секретарь горком булып эшләгән чагында да бер касында воспользоваться итмәде. Менә Мәулітбай. Студент чакта да ниткәндә дә воспользоваться итмәде. Әллә кемнәр булыр иде. Менә әлегә ниткәндә алама итеп әйткәндә инде блат белән яшәгән булса. Шундый үз тырышлыгы белән добиваться итте. Шушы мастерскойда мин 1977 елны беренче тапкыр булдым. Минем руководитель җир шул кадәр түгәрәк, минем руководитель Зильфат Рауфович Басыров булды инде. Мин архитектура беттем. Главный глав архитектураның самый директор инде минем руководитель булды. Зильфат Рауфович Басыров минем скульптура белән рисование преподавал, бит инде рисунокны преподавать итте. И шушында китереп, нигә скульптура лепить итте, минем чәчем озын иде. И менә дә шушында меня позировать итәсең. И Мәулітбайга килдем. После того, как его не стал, Мәулітбайга бу мастерской нитте бит инде перешла. Шуннан Мәулітбайга килсәм, шушы скульптура гына калган бәләкәч. Представляете, мин үземне мәйтәм, бу бит мин. Бу эскизный вариант. Менә фотографияны күрсәттем дә Мәулітбайга, менә сезгә дә бер заманны күрсәтермен китереп. И шушы нене скульптураны төшеп ватылган, танау кителгән, но мин анда мин инде. Нагы шундый охшап, шулай бит инде Мәулітбай биреп җибәрде менә. Меня память. Күрәсезме, шушы кадәр неге аура даже сохраняется, взаимосвязь какая-то есть в мире. Шулай итеп менә табында менә шулай итеп килеп кереп кем белгән менә Җәмилне, Файзрахманны, бүтән бездә шулай менә интернат балалар сибешләр менә без нигә җыелабыз бер җиргә. Тяга друг друга, шулшы дружба пусть сохраняется сиңа озын гомерләр. Я шундай шатланып яшә. Творческих успехов, Мәулітбай Рамазанович Халилов. Мин Мәуліт белән 76 елдан алып 2001 елга саклы пединститутта худграфта бергә укыдык. Бергә поступать итеп торган замандарда иптәшләр бергә укыган вакытларда. Мин ул вакытта Сафина Гөлсирә инем укыган вакытта, анан укып бетә башлагасын 5 курста Валиева Гөлсирәгә әйләндем. Иптәшем менә Рустам Валиев. Тоже бергә машинада бергә укыны. Художественная школа-интернат. Мин тоже менә Риваның одноклассница, художественная школа-интернаттан, тоже шул 76 елда бергә биттек. Вот. Укыган вакытта институтта бик интересный заманалар булды. Мәуліт семьяһы анда яшәгән кызлары Айгүл 6 яшьлек Айгүл бергә шунда безнең арала ул Айгүл бик матур итеп шундай нежная, красивая девочка выросла да, безнең арала. Карап шунда бергә безнең арала уйнап
Шулай итеп без бергә мәдәтеннән бергә укыдык. Анан уже, конечно, по распределению каждый үзенең юлы белән китте инде. Анан һуңгы 91 елдан алып без мәдәтте ошо мастерскойда осрата башладык. Уфага күсеп килгән иптәшем белән. Вот. Иптәшемә бик дуслар. Һәрбер успехын күреп торам, безгә ибәреп тора. Телефонга карайм, радоваться итәбез, бүлешәбез. Менә ошо эшләрне карап куанып утырам. Еще творческих больших успехов, еще крепкого здоровья. Ошоның белән генә бетмәгән эшләр, еще матур эшләр безнең арала булып торган. Яқпары берек. Бергә укыны одноклассник. Давай берелем икән. Әйткәндә, Biz Mavlud bilan bir klassda o'qidik endi 67-yildan 70-yilda bitdi endi o'qib. Самый детство. Aha, bola saqtan. Ha? Yo'q. Общеобразовательный. Общеобразовательный Ишимбайда. Ha? Ауылындамы? Дегенде булдык бит. Ауылында. Ишимбай шәһәрендә. Калганда. Яки бәлен düşürdük бит. Шунда укыдык бергә. Ишимбайда укыдык. Шунан танышып киттек. Исемегез кем була? Ирек. Шунан bir ел бергә булдык инде практически. Үфлә яшәнек күршеләр булып, шунан Казанда ул армияла булды, мен укып йөргән, шунда осрашып йөри торган ек. Шун гомер буенча бергә дуст булып яшәнек инде. Аның гаиләһен бик яхшы беләм инде мин аның, ул да минең гаиләне белә. Авыр вакытларда ярдәм итә торган инде итеп. Гел нык эшләйне инде. Мәктәптә укыганда ул уже рәсемләр төшерә торган, плакаттар төшерә торган, теге День Победы тарих укытучысы безгә эшкуша, а Мавлбай плакат дында скульптуралар яза торган, шул хәтеремдә калган. Инде онытмагандыр инде. Асхат Турехметович Арсланов. История. Тарих укытучысы. Вот. Шулай монда еш кына булам инде, эшләгәнен күрдем. Практически бүтән скульптураларын күргәнем бар инде. Вот. Шуңа творческий уңышлар теләп, тагын үсергә булган инде. Молодец. Хәзер каякларда төпләндегез? Уфала төпләндегез. Уфала ибет. Шулай менә көтелмәгән хәлдә бүген йылыштырга булдык. Бу бер икескә шәкилмәне. Ну шулай да без тесным кругы тем утырабыз. Мотор һөйләнүләр егетләр, минең однокурсниклар, ниләр, менә одноклассник бик мотор һөйләнүләр. Мин бик канәгать булар менә. Менә Япаров буенча, конечно, 1-2 ел укындык теге школ, гимназия имени Давлеткилли. Теге Заки Вәлиди исемендәге Ишимбайда. Анда һәр вакыт бергә булырга туры килде. Адактан аны беткәс ул Казан политехнический институтка кирип, шунда бетеп, аттан кире кайтты. И Уфала теге урнашканда безнең квартира өйләр бер тиңдәш булып тордылар. И без постоянно аралашып теге армияла булганда Казанда тоже без аралашып тордык. Бездә ягмыш бер юлдан алып бара дип әйткән килә инде. Ну калган мондагы кунаклар миңа тоже охшаны, особенно миңа укучылар Җәмил, менә теге Рамил Нуркаев, уларда күптән күргән юк иде. 5нче класстан укыттым мин аларда. Ну шундый кызык хәл иде. Минем өчен бик теге шундый приятно уларда күрергә. И уларның менә үлгәшкән теге ниләре, эшләре минем өчен бик теге, мин улар менә бик канәгать. Улар безнең уже арттан килеп безне куып җитәргә торалар, үзе куып җитмәһәләр. Аның өчен мин укытучы кеше обязательно
Şunday işlerde koydu bu kursların. O şatlanırga değil. Men to'la bek qanaqat edim bilan. Молодцы ребята, har vaqt shunday ruh bilan yurgan. Rahmat. Men Aliyev Rustam Halilov Mavludbay bilan birga Художественно-графический fakultetini 81-yilda bitdik. İkimiz de skulptür bo'yicha diplom защищать etdik paralelni. Ollarlı boshda Mavludbay защищать etdi. Soqlanib qarab, ana ishlarini aytni. Aytam, oradan qolsa kerakmi? Tırışıp, men de onun ortamdan ayet, men eng azaqdan diplom защищать etdim. Şoy uzaq kunni. O bek qiziq bo'ldi hali. Ana ular meni сопровождать etib, netib opardılar. Menim ishni ko'tarib, prямо защита площадьdan ayetni. Shu xatirda qolgan ayet. Bek qiziqqina shunday epizod bo'ldi endi. O Юношский epizod endi. Ana neler ko'p. Bizning retsenzent тоже общий buna Basirov mana shu мастерская hali biz o'tiramiz, shunda ayet biz kelib Basirovga kelib retsenzent bedini. O bizga bek ko'p ma'lumotlar berib, söyle kengashlar berib o'tirdi. Nechik texnologiya bo'yicha butun neydan ayet как бы там это надо все это очень осторожно быть, потому что это скульптура хизматы бек ауыр хизмат, бек ауыр ayet. Анда menga da qarab qo'ydi endi shunday bek balakay galanchikdi. O toshlarni ko'tarsang ekan deb. Mavludbay menga unchaqli bek kishi bo'lmasa da umr bo'yina tosh ko'tarib yurdi endi o. Evet, men unchaqli tosh ko'tarmasam-da, unutmasam-da, baro skulptura liniya bo'yicha ayet xizmatlarga to'g'ri kelmadi. Ничектер судьба шулай барлап кетти. Главный художник etib To'ymazada qo'ydilar da, shul kelish men на всю жизнь главный художник bo'lib qoldim. Bu главный художник neydi ola estet. Estet o'zini ayet ne ola shunday xizmatni ayet. Qo'ya borsa da, qo'yda yursa da ayet shunday Şol kerak aytadi, boshqalar estek deb olinarlar. Шулайма. Ну, estet ol примерно шол estek deb bilan Mana shulay. Boshqacha shulay bo'la endi. No, yoshlik bizning самый motor yoshlik shol institutda o'tib endi. Mana Mavludbay bilan bizning motor vaqtlarni o'tkazgan kunlar. Bizning prepodavatelimiz bizga shunday so'ndan biz institutdan chiqar oldindan shunday yasadılar ayet. Предупреждение neyme vat yigitlar tege nega chiqqashdi, institut bitib chiqqashdi. Mana esingizga tushiradi. Вы самый милейший shunday sredada yurganingizni de. Bu shusha institut vaqtida oradan da лучше vaqt bo'lmaydi. Вот и на самом деле шығып кеттік, бүтін бізде де тұрмыш ауырлығы, анда кто тянет, кто не тянет, кто меняет дорогу, что-то там делает. Шуннан кім нешік жүрсе де, барымыз да мына өзіміздің историяны unutmayınca, өзіміздің қызмет yolunu da unutmayınca, өзіміздің оқытушыларын да unutmayınca, mana жігітлер оқытушыларын unutmayın, bizde şunday ayet, өзіміздің biz Nikolay Kalinuşkin'da mana воспитываться ettik bedinde. Ол Nikolay Kalinuşkin marhum kişi ayet, bek уважаемый кеше булды. Ол мына как раз Нестеровский
Нестеровның нее образын эшләгән, концептуальный проектын эшләгән кеше Николай Камилович, аның укытучылары Лобанов белән, ай укучылары Фердан шушы скульптураны реализовать итеп куйдылар менә. Вот как бывает в жизни ведь. Шуңа күрә бу дөньяда бит мәшәкатьләр, может быть, бик күптер бит. Нәрсә тагын менә барсына да шуңа өстәп нәрсә әйтәм, Мәлбай. Сен Мәлбай зур. Сен шулай гел кымыз эчеп кенә йөре. Башкортлар кымыз эчеп, алар таза, здоровый егеттер булганнар һәр вакытта да бит. Таш күтәргән. Шуңа күрә етмәд. Шуңа дальше бит, сиңа здоровье желаем. Шуңа күрә тазалык безнең өчен зур байлык инде хәзер. Рәхмәт сиңа. Мин әле үзем хүз алган юк. Как всегда видеооператор за кадром гына йөри. Менә үзем кадрга кирип бер һөйләйм әле. 2 декабрьдә шулай итеп Мавлид Рамазановичның менә 70 яшенә еттек. Мавлид Рамазанович бик зур сәнгать юлларын тапаны, укытучылар юлларын да тапаны. Шундый бай биографиян артабанда арттырып яшәһен. И был 70 яшенә бәлким ул гомернең уртаһына тип кенә шутлаһын. Вот. Мин һиңа һөйләгән теге методлар белән может омолодишься тегеле булай. Йөзнең тиягына яшәргә тырыша кирәк, Мавлид Рамазанович. Тиягына. Мен яшәтеп әйтәгәндә. Юк, йөзнең тиягына тирә кирәк. Мен ул шашны әйтү була аңса уже. Пәйгамбәрләр генә яшәгән әле калай 1000 ел. Адамнар вакытында. Ну әлеге бу атларда йөзнең тиягына арттырһаң, это бүтән планыңны үтәгән дигән. Самый мудростка барып иткән вакытларыгыз совсем инде менә. Менә 70 яшендә пенсия гына түгел, самый мудрый вакытлар килеп иткән сиңа. Шу мудростны пополнять и пополнять инде тиякка артабан. Шуннан менә Мавлид Рамазановичның битендә минеңә гомерлеккә истәлеккә калган скульптор укытучысы, композиция дәресендә алып барды шикелле бит. Композиция, живопись табылды шикелле. Ну күбрәк миңа ничәптер скульптура менән композиция торып калды истә. Иге тугында уже только скульптура бар. Вот. Миңа да көтелмәгәндә шундый асылыш булды ул скульптура. Мин ничәптер теге резьба по деревуга язырга тырышайным. Анда. Ну анда очердин ничәп теге. Анда ул какой-то супер кружок булды, аңа кирип булмай инде все. Алдан очерд язылган, кирип булмай. Владимир Хамматович. Шулай микән, матур инде. Выставкалар бик матур бар инде. Шуңа менә скульптура менән тотынгас үзенә бер асыш булды. Сәнгатьнең бер трехмерный икәне запомнился миңа. Менә бу сәнгатьнең бөтен яклап та. И действительно беренче тапкыр бер 2 ел йөрдем бит инде. Менә 10 класста финишная работа инде, это действительно она шо авиационный институтка барып беренче Лисаров бомбтан. Шундый алюминиевый фигурдан беренче тапкыр үз гомеремдә минең беренче скульптурам. Первый и последний, наверное, пока. Может, отындырым бер заман. Отындырмы да? Я сам такой. Менә Мавлид Рамазановичның быел битне яй буена нинди генә районнарда калдырмаган эзләрен, эшләрен күпме халыкка хикмәтле, тылсымлы, истәлекле эшләрен карап сыктык, төшереп сыктык. Заодно теге үземә неожиданный путешествие алып сыкты. Мин гомергә йөргәм юк ине алай. Бер яй буена бөтен Башкирияны айкап сыктык. Аркылы-торкылы весь. Көтелмәгән шундый путешествие булды. Шу хәтлем әйбәт акчаны миңа үземә дә шулай имнәле
фильмны хәзер уже библиотекада буладыр инде бит. Шуны өстәйм дә. Шуны өстәйм дә. Амай булды все. Библиотекага. Мавлюд Рамазанович, миңа бер тәкъдим бар. Менә шу мастерскойыңда озак эшләгәннән соң 100 яшьләрнең тыягына киткәс, кемгә калдырайм дигән вопрос туha, һиңа бер вариант бар менә. Шу бүлмәңдә прямо имени Мавлюд Рамазанович музей сарай кирәк булган. Вот. Если үзеңнең менә һиңа хатын бит скульптура булган бит не бит? Теге скульптор һиңа биргән, был скульптор һиңа биргән. Һинән һуңда бер скульптор последователь кеп сыкмаһа бу мастерскойыңда? Кеп сыкмаһа инде. Һиңа вариант ана шу без стеснения монда васыят итеп калдыр гаризаңда музей асырга. Басары там алай шулай тиберене. Теләктәр, изге теләктәр әйбәт ул, андай булу мөмкин. Әгәр дә сынапта хөкүмәттең шундай әйткән вазифаһы булса, Хөкүмәтнең законнарына карап. А может, менә юридически нитергә дә буладыр. Привязать можно һез укытып киткән художественный школагызга яздырып музей учителей искусств это прошлого века РСХ. Тоже менә варианты бит менә. Төрле вариантлар бар. Менә художественный гимназия. Давлетки дивалайн тоже. Менә шундый түгел, а привязать просто помещение. Юк, әйтәм инде мәктәптең художественный мәктәпкә прикрепләйтеп, шуның музей филиалы булган ул. Художественная школаның. Ишембай районында бит сынапта. Шул укыган урынында, шул нигендә шундай танылган рәссам булып, шундай ниләрдә сынапта баллада рухи нигә күтәргә итерсен тәгъдиргә, аны шуны итергә асып ит музей эшләп торган yerендә шундай булса. Авыл халкына буларны бик әйбәт. Музейга туры, значит, музей класс. Вот, ана шундай учебный класс күктә булган ул художественная школага. Бында Өфәдә бит хәзер Давлетки улышып китте ул анда исеме Давлетки дибе бар. Институтта бөтә урыннары. А вот авылда андай ни? Әле исем турында хуйды бармы? Исем турында хуйды бармы? Исем турында дип әйтәбез әле хуйды бар. Юк, исем турында түгел, привязать. Вот это помещение. Менә вариантлар шундый тәкъдим бар инде. Шунда тегене асырга музей бит Бавлебай Халилова. Шундай теге авылында тегеләй булай дип әйтеп бана болган ошо бөтә байлыкны шунда тапшырып авылында шул тирәле эшләргә. Авылда одно дело, это один вариант. Но монда более практически значимый буласак, все-таки шу музей класс привязанный к художественной школе. Вот музей класс. Вот так. Менә ошо бүлмә, чтоб был без нендем. Ошо бүлмәне генәме? Ошо здание, ошо урынның һинең апаругына урында бит инде. Тем более Уфаның сите түгел. Бик әйбәт урын. Васыят итеп калдырып, язып калдырам можешь. Һиңа менә фантазияңа әдрәк подкидывать пищу. Это вот настоящая группа поддержки. Был конкретный түгел әйбер. Был пока виртуальный будущего шундый планнар накидываем. Может быть. Может быть. Ну, файдалырак менә без решениега килдек бит. Более моторрак решение. Все-таки учебный класс музей бит. Это да используй. Используй рак кубрак. И для молодых поколений, да. Вот. Вот.